Вся концепция строится на объеме. Мгм. На объеме равно искусстве делать закупки. На объеме равно искусстве продавать. На объеме равно искусстве создавать команду, потому что флористы стоят по 13 часов на ногах, и нужно очень любить свою команду, место, где ты работаешь, людей, которые рядом, для того, чтобы 13 часов без остановки создавать красивущие букеты для клиентов. И каждый клиент особенный, каждый клиент важен, и на 3000, на 300 тысяч рублей. Всем привет, меня зовут Романова Лена, и это подкаст «Тыкать уже не модно». И вы не представляете, что же у нас сегодня происходит. А мы записываем 183-й выпуск, и это уже 9-й сезон, как мы работаем вместе с Сашей, и у нас за кадром Саша Хомякова, которая тоже стала частью команды. И мы делаем большое дело, мы записываем подкаст и знакомим вас с новыми людьми, расширяем ваш кругозор, и я надеюсь, вы получаете от этого такое же удовольствие, как и мы. И, в общем, мы хотим вас поблагодарить за то, что вы с нами, за то, что вы нас поддерживаете и даете возможность видеть, что то, что мы делаем, нужно, потому что каждый ваш комментарий, лайк дает возможность нам понять, что наше дело, которое мы безумно ценим, любим, оно действительно откликается в ваших душах. Ну а я вас сегодня хочу познакомить с потрясающим человеком, если вы еще не знакомы. Это Аня Добрыднева. Она сидит у меня вот здесь вот на диванчике уже. На диванчике, хотела сказать, не первый раз. Нет, в подкасте она у нас уже второй раз, но на диванчик приехала и присела впервые. Она основатель студии цветов True Cost, и хочется сказать, что этот проект, который не то что выстрелил, это такая планомерная большая работа над масштабированием, над таким взлетом, полетом, потому что я сейчас за вами наблюдаю и понимаю, что вы действительно очень ярко выделяетесь на фоне всех студий цветочных, вы очень крепко стоите на ногах, и мне, конечно же, радостно, что мы с тобой дружим, что мы можем сегодня вот так за разговором отследить твои изменения внутренние и поговорить о том, как поменялась студия, вот, и как вообще, что у тебя произошло за эти 3 года, потому что 3 года назад мы с тобой сидели у меня дома, да? Да. Вот, пили винишко, записывали просто в микрофон, да, рассказывали истории, и Аня вообще как раз подсвечивала свой путь о том, как она из Мичуринска через Дедовск, в общем, потом, как она менялась, как она была фотографом, даже не фотографом, ты была до фотографа... Кем ты была? Продавцом вместе с Марго. Да. Ну, в общем, парфюмером в магазине. мы сейчас все это немножко так освежим. Я хочу сказать, что был очень Надо классный вспомнить. подкаст. Я его переслушала, и мне было безумно интересно, потому что он знакомит нас и вас, надеюсь, что вы захотите еще раз послушать или вновь, с человеком. Вот то, что нас на самом деле очень манит, потому что мы видим большие проекты, и мы видим все равно большое количество людей, да, которые представляют этот проект. Но по факту чаще всего все равно за этим большим как бы масштабом стоит человек со своей историей, со своей вот этой внутренними изменениями, иногда порой страхами, иногда поисками. И вот как мы меняемся, мне кажется, это самый такой супер классный, вдохновляющий процесс. И подкасты, они как раз этому дают почувствовать. Поэтому, Анюта, спасибо, что ты пришла, что ты открываешь наш Новый год, наш сезон. Вот. Для меня это очень большая радость и честь, что ты захотела и можешь с нами поделиться вообще, как и что у тебя происходит. Так что поболтаем. Главное, не волнуемся. Не волноваемся. Короче, не волнуйся. В общем, Я именно волноваюсь. Вот именно это точное слово. вот. В общем, не волнуйся, все хорошо, я уверена, что будет все классно. Лена, спасибо тебе большое на добром слове, за то, что ты меня позвала. И это большая честь открывать Новый год, да, новый сезон подкастов, да, правильно я услышала? Это 9-й. вообще круто, да, это презентабельное место, это нам нравится. Это причем самое интересное, я переслушивала, когда твой подкаст, и там как раз вот мы заканчивали декабрь месяц, и я говорю: Аня, мы с тобой заканчиваем, значит, год, пожалуйста, пожелай с Новым годом поздравления людям, которые слушают нас, и сейчас мы уже видимся, да, то есть это уже видеоформат, и мы открываем, и как будто бы, знаешь, шагнули в следующий год, но уже спустя 3 года. И я хочу сказать, что за 3 года, конечно, очень много всего изменилось, но все равно важно
важно, я думаю, тем людям, которые только с тобой познакомятся, немножко узнать о тебе вообще, кто ты, что ты, чем ты дышишь, и эволюцию твою с детства. Мне кажется, интересно будет рассказать, что ты не из Москвы, вот, как ты менялась. В общем, расскажи, вот как ты Мне трудно захочешь. с чего начать. Ну, давай так, про детство и вот какую-то часть, такую Мгм. эволюцию твою мы можем... Давай как ты пришла в цветы. Да, Вот. Просто давай. до цветов у Ани, на самом деле, тоже интересный был процесс, и я предлагаю вам как бы как это, первую серию посмотреть чуть позже. Пока слушайте вторую часть, вот, но обязательно загляните в первый подкаст, потому что он, знаете, иногда так смотришь на себя, как будто бы мы из другой точки сборки. И Согласна. я даже тебя вот на фотографиях смотрела, на заставку, которую мы там поставили. Я помню, ты такая, знаешь, а, ну, мать проекта, ну вот вся такая, знаешь, это с георгинами притащила, сама ездила на закупку. И Мгм. вот я помню, что ты доставала для своих флористов лучшие цветы, и мы с тобой часто встречались на Рижском рынке, и вот ты вот такая, понимаешь, как бы неспокойная, как сегодня, знаешь, а такая, знаешь, заряженная, несущаяся куда-то, решающая дела, всех старающихся построить. В общем, такое, как бы, другое состояние твое было. Мгм. И, конечно, сегодня это другое качество, поэтому очень интересно вот момент. Давай начиная от момента, как же тебя засосало в нашу цветочную индустрию. Цветы, да? Да. На самом деле я цветы не искала никогда, они нашли меня сами через людей, через близких людей. Вот Марго, да, к этому причастна. Я расскажу вкратце. Вот. И через Марго я познакомилась с цветами. Потом более глубже познакомилась с цветами, когда работала у Марго, уже непосредственно в ее проекте. Вот. И мне всегда это казалось очень интересно, необычно. Очень необычно, потому что я была совершенно из другой сферы. А из какой сферы? Из фотографии. Если вы не слушали, да, наш предыдущий подкаст, как сказала Я, Лена. я, я быстро, на самом деле, тут Да. очень важно как бы сейчас быстро Да, ты меня встроить. корректируй, потому что я Нет, просто это не не знаю. корректировка, это просто такое, как бы, мое, знаешь, я люблю влезать в чужой Давай, разговор. давай. Так Да, на самом легче. деле очень классно, что ты действительно была супер востребованным свадебным фотографом, вот, и в какой-то момент у тебя наступило такое выгорание в какой-то степени, но ты нашла свое направление, и ты из свадеб ушла в такой, как ты это называла, Интимный интимный портрет. портрет. Да, это очень красивая фотография и способ проявления, и способ раскрытия людей, потому что я вот тогда еще говорила, что я очень хотела стать как раз частью такого опыта, да, получить такой опыт через тебя, потому что те фотографии, которые я видела, это было невероятно. И Ты вот, до меня так и не дошла. ну, не дошла, да, но ты У уже нас всё перестала впереди. фотографировать. Но, Ну, да, мы кто как раз знает. с Сашей тогда разговаривали, что мужчины по-особенному видят такую фотографию, а у тебя это совершенно какой-то образ имело, такой тонкий, такой изящный, при этом прям с правильной какой-то сексуальностью, женской энергией, прям энергетика там была другая. Вот. И для меня, конечно, это было искусство. Ну, то есть то, что ты делала, это было такой в высшей степени искусство. Спасибо, мне Вот. очень приятно. И вот как раз вот из этой части профессии уже параллельно, я так понимаю, как раз вошли в твою жизнь цветы. Да, это произошло параллельно. Там на самом деле наслоился большой пирог. Произошло все параллельно. Это первая беременность, это первый раз цветы, да, то есть именно с точки зрения проекта как бизнес. Вот. И я поменяла свадебную фотографию на интимную фотографию, сделала это в правильный момент, и цветы пришли в правильный момент. И здесь у меня, так, можно так сказать, все как реченька текло. И у меня не было никаких сомнений, каких-то внутренних терзаний, что я делаю что-то не так, что-то не так. А вот как раз вот этот тонкий момент, который помогал мне делать удивительные фотографии для моих клиенток и клиентов в том числе. Мне, как сейчас вот ты подсветила, и я об этом подумала, что мне это и в цветах помогло, да, помогло стартовать. Я вижу нюансы, и мне хочется туда прям вот поглубже, поглубже, и это помогает мне вот и по сей день. Вот. Значит, цветы меня захватили, они меня сами нашли. Как это происходило в какой-то из моментов, я уже была беременна,
И я понимаю, такая, так, я снимаю интимный портрет, это, конечно, все красиво, это все прекрасно, но миллионов-то я тут не заработаю. А у меня всегда такой был, как бы, внутренняя такая часть моя, не знаю, будем назвать темной стороной. Она говорит: Аня, мы достойны лучшей жизни, это нам не подходит, это, конечно, все красиво ты делаешь. Но мое эго, вот, да, как там мне всегда вот такое на ушко шептало, что нет, 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 давай, надо смотреть по сторонам, давай, надо что-то делать. И я всегда видела, что вот я как-то вот по-другому живу. И из свадебной фотографии я тоже ушла в такой момент, когда я ходила по мастер-классам, обучалась, Мгм. потому что очень классных свадебных фотографов, которых я уважала, мне нравилась их работа. Вот, в какой-то момент я поняла, что все, Аня, ты выше своей головы тут не прыгнешь. М. Есть люди, которые делают свою работу сильно лучше в этой индустрии, сильно круче, а у нас на это, ну, на тот период у меня уже не было на это ресурса на свадебную. Мгм. На самом деле свадебная, я бы назвала это такая свадебная соковыжималка. Ну, для Мясорубка, да? девочек, да, это там 15-16 часов на ногах. Это высокий уровень ответственности, стресса равно. Вот, поэтому я через какой-то период уже поняла, что все, надо что-то с этим делать. И когда поняла, что я не смогу быть номер один там, Мгм. а для меня как будто бы моему эго это важно, я поменяла вектор на интимный портрет, и это было вот как раз в нужное время, в нужный момент. И там я вот как раз успокоилась, у меня вот этот камень с души упал, что я поменяла вектор, значит, здесь я смогу вот Ну, ты добиться нужных мне управляешь результатов. еще тут процессом сама. То есть свадьба это Мгм. все-таки ты как бы со стороны Мгм. незримый, ну, зримый, как бы, как это правильно сказать? То есть ты отзеркаливаешь то, что ты видишь. Вот процесс идет, и ты это фотографируешь. А по Мгм. факту, когда интимный портрет, ты уже управляешь процессом Мгм. и делаешь то, что тебе нужно. Это, мне кажется, такой очень тоже психологически важный момент, потому что ты сама себе хозяйка Да, и верно. руководитель. Да, верно. И мое эго там ликовало, понимаешь? Потому что я как раз управляю людьми. Это было круто. Да, конечно, я работала с определенным уровнем ожидания, в том числе и в интимном портрете, но тем не менее там было больше свободы. Я могла говорить, что если вам нравится то, что я делаю, приходите ко мне. Ну, как бы, вот, как это, со своим самоваром в Тулу не ездим. Вот, у меня часто это получалось, то есть приходили клиенты конкретно на то, что я делаю. Вот, это немного разнилось с тем, что я делала в свадебной фотографии, потому что я работала там для клиента. И Мгм. вот если смотреть, например, сегодня на цветы, то вся команда работает для клиента. То есть меня, как моего эго, я реализуюсь вот как раз в бизнес-процессах, в отстройке, в автоматизации, в технической части бизнеса. Вот. А все, что касается творчества, я работаю сейчас, и вся команда работает для клиента. И мне нравится, как это трансформировалось. Я нашла свое место там, и мы сегодня об этом поговорим, я думаю. Мгм. Ну, я хочу сказать, что ты вот даже в начале, когда рассказывала о первой части своего только вот пути в цветах, ты, я прям помню, м, так, знаешь, сочно, вкусно говорила о том, что я достану звезду для своего клиента. Вот если нужно, я найду этот цветок, Мгм. я сделаю. Я вот только бы как бы удовлетворить вот это желание. Мгм. И я вот на самом деле понимаю, что сегодня как раз так получилось, что Аня приехала с букетом от Трукоста. Я говорю, господи, какой красивый букет. И он такой с низкой завязкой, с высоким выпадом, то есть интерьерный букет. И я понимаю, что если смотреть на ваш стиль, очень сложно сказать, что это стиль true cost. Ну, то есть ты понимаешь вот эту многогранность, и она на самом деле действительно берет свое, что здесь ты можешь увидеть и какие-то набивные корзины, такие с плотной сборкой, Мгм. монобукеты, а где-то ты можешь транспарентные легкие букеты найти, да, где-то яркие цвета и прям совсем супер какой-то креатив, а где-то более такие классические формы. То есть вот этот весь спектр, он и удивляет. И вот ты как
раз сказала, что самое главное — это то, что клиенты у нас разные, и, соответственно, мы работаем под запрос. И вот это так ценно, потому что во главе действительно клиент, и ты стараешься угодить его потребностям. И вот этот путь, как вы нашли своего клиента, и какой он разный у вас сегодня, и как вы его удерживаете, это, конечно, очень круто. Вот, поэтому и хочется вам тоже рассказать о том, что же там, как же там так. Происходит, да? Да, потому что я вот буквально недавно, пару месяцев назад, приезжала к ребятам и проводила обучение, и для меня попасть в их святая святых прекрасное просто место. Я надеюсь, мы с Сашей доедем и просто сможем вам уже воочию показать внутреннюю работу, потому что это действительно безумно интересно, когда ты видишь весь механизм, когда ты видишь, как отделы работают, как слаженно, как внутри обустроено взаимодействие между собой людьми, да, как отдел флористов, отдел закупки, там, отдел логистики, да, менеджеры работают. Вот это все, это реально такой как бы производственный цех. Вот. При этом есть место... Завод, да. При этом нежно завод. есть место коммуникации, есть место творчеству, и это очень круто, это поощряется, поэтому, ну, это прям супер, это редкость. И для меня увидеть это все воочию было настолько ценно, и стать частью, и тоже, опять же, вдохновить девчонок, поделиться своим опытом, и увидеть, как они это применяют, это прям дорогого. Вот для меня это очень ценно, правда, поэтому здорово, что есть Мы вспоминаем возможность. твой приход по сей день. Да. Так интересно, что я приходила каждый раз, когда вы росли, получается, 3 раза я была у вас, и каждый раз, когда у тебя менялась команда, так кардинально, Да, я как да. раз и менялось место, где вы Где мы находимся. находились, да-да-да. Да, у нас на самом деле все органически происходит, и я уже приняла этот процесс на начальных стадиях. Я очень болезненно переживала смену команды, да, сейчас я уже отношусь к этому с бизнес-философией некой, и все как бы меняется, все течет, и для меня это сейчас как бы я стараюсь принять это как норму, я стараюсь эту философию через себя пропускать, вот. И благо у меня сейчас есть уже руководители, да, ребята, которые занимаются HR, да, рекрутер, и через себя все это пропускают. И я немножечко так вот заняла свое место, как я уже сказала, и занимаюсь какими-то конкретными процессами. Вот. И очень горжусь своей командой, потому что они самостоятельные и тоже очень выросли. Вот. У нас не только места меняются, и мы меняемся тоже. И я поменялась, и команда поменялась. И это круто. Вот спасибо, что ты это подметила, это ценно. Давай тогда вернемся в начало, потому что у многих вопрос true cost, да, честная цена. Я вот помню, что мы с тобой ходили тогда, и откуда вообще появилось это название. Будет здорово, если ты снова расскажешь эту тему, потому что все-таки как бы модель бизнеса особенная, и, соответственно, не в каждый придумал переложить это на цветы. Да. Вот. Так произошло это в 2017-м, да, вот как раз с Марго. После одной из цветочных ночей по заказу, который пришел к Марго от прежних клиентов, мы, значит, утром пошли позавтракать. Мы туда на самом деле ходили и завтракать, и обедать, и ужинать. Вот было уж очень классное место. Находилось на Солянке, там, на Китай-городе. До сих пор находится. Да, по-моему, до сих пор там находится. Классный ресторан, так и называется, True Cost Прожектор назывался. Вот, мы туда ходили, и меня всегда, так как я родом с Украины, вот, и меня всегда восхищал борщ за 33 рубля и гренки. И, короче, там что-то до 100 рублей происходило вот это вот блюдо. Я думаю, что это вообще, что это за восхитительный ресторан в центре Москвы, значит, такие нереальные гренки, этот борщ. Ну и там, значит, когда меню подавали, там была такая история, мини-история, что это за концепция, откуда она, вот, что все с-под ножа, и продукты имеют свою себестоимость, и дальше ты платишь за вход как билет. Думаю, гениально. Вообще, я каждый раз, когда мы туда ходили, я всегда восхищалась. И в один из таких сложных ночей мы утром завтракаем, обедаем, тут же потом опять ужинаем. И я говорю, Марго, может быть, мы это на цветы как-то? А я как раз находилась в той точке сборки, когда я понимала, что миллионов я не заработаю, в интимном портрете тоже. Номер 1 мне далеко, я на тот момент уже... Так, была я беременна или нет? Я это не помню. Не Что-то была там, еще. по-моему, еще нет, да? Нет. Вот, но это прям очень рядом было, Прям, да, очень да. рядом, прям там разница в несколько месяцев.
Я говорю, надо смотреть по сторонам, нужно смотреть, что мы можем сделать, куда мы можем идти. Вот. И так как вот были рядом цветы ночью, утром этот ресторан с этой концепцией, я говорю, ну давай вот так мы это все дело сложим. Вот. А Марго такая, ну давай. Вот как-то так это было. И у нас есть суперспособность Марго, когда один зажигается, другой это быстро подхватывает, и наоборот. Если я зажигаюсь, она быстро подхватывает. И у нас такая синергия, ну, прям, Союз такой хороший. да, очень хороший. Ну, вы дружите уже Мало с сколько? кем так бывает. Получается, А, всю жизнь почти. Больше 25 лет, да, наверное. Вот. И это очень особенный такой процесс. И все на этом все стартовало. Это была очень сильной точкой старта проекта. И она горела, и я горела. И вот все это так вот произошло. Мы перенесли. Я создала сайт на коленке, там на тот момент это был или Flex, или Тильда, я не помню уже. Вот, тоже ночами там изучала вот это, как создавать шаблоны, там, сайты. У меня был небольшой опыт с фотографией. И я говорю, да, сейчас мы быстро это все дело сделаем. Вот, и мы вот на этом общем энтузиазме все это дело запустили. И у меня тогда у подруги был инстаграм-аккаунт, она говорит, я им не пользуюсь, забирайте. А мы где-то вычитали, что инстаграм-аккаунт должен быть Не новый, с да? историей, не новый, да, чтобы запуститься, а у нее тогда уже было там 100 с чем-то подписчиков. Мы такие, это идеально. Оля, сколько мы тебе денег должны за аккаунт? Она говорит, да нисколько. В общем, я своим напишу, что это, в общем, отдала вам аккаунт, если там странные истории будут попадаться. Я говорю, отлично. Мы переименовались, забрали у Ольги аккаунт. Вот, на секундочку, мы с Ольгой, наверное, уже больше 30 лет дружим. Вот так вот меня окружают люди, и вообще все дело в людях. Вот, и мы, значит, создали этот аккаунт, и в тот момент появляются сторисы. Это вот прям тогда появилось. Не совсем понятный инструмент, все привыкли к ленте, а тогда появились сторисы. И все, и мы начали вести сторис, рижский рынок, значит, все, вот что нас окружало, мы снимали, как снимаем, как собираем, как покупаем цветы. В общем, вот так это происходило. Но при этом цветы были другие, букеты были другие, потому что у конечно. вас стилистическое решение, потому что я на тот момент как раз, помнишь, жила в Да, Родене. да. Вот, Очень Роден — это классное время. усадьба, да, это, мне кажется, я только познакомилась с Марго, получается. Я только вот этот опыт проживала, что я живу в Москве, в усадьбе 17 века, и я помню, спускалась в тапочках вниз, а ты там уже стоишь за вот этим столом, уже крутишь букеты, и это в основном были лизиантусы, кустовые розы, то есть на длинных ногах, и в такой достаточно простой упаковке. То есть, получается, задача была сделать какие-то простые решения, да, получается, как Да. вот начало идеи. То есть люди платили за себестоимость, да, то есть им что-то нравилось, и вы делали наценку, не наценку, а фиксированную за услугу, да, Да. получается. Мы определили, у нас тогда не было какой-то пакетного такого по услуге сервиса. У нас была одна услуга сервиса, 1000 рублей. Конечно, туда не были заложены никакие расходы, Да-да-да-да-да. налоги, аренды. Ну, в общем, ничего. То есть мы настолько, ну, я не знаю, я сейчас смотрю на это какое-то чудо. Вот, это безумие, отвага. Вот, но, наверное, только потому, что мы не вдавались в какие-то вот эти детали, дебри бизнесовые. делали. А просто делали, просто начали и делали без каких-либо оценочных вот этих вещей. И туда мы, конечно, ничего не закладывали. И действительно, мы на тот момент на цветочном рынке, вот на Рижском, я сейчас там, наверное, уже как легенда, мы когда туда заходим, это тоже у нас очень теплые отношения со всеми, потому что на тот момент я была такой девочкой, которая приходит на цветочный рынок и всем надоедает. Потому что моя задача была сторговать 10, 5, рубль, неважно, как можно дешевле купить эти цветы для того, чтобы моему клиенту досталась самая низкая цена за букет. Вот. И меня, в общем, так вот шпыняли все продавцы на рынке. Да уйди ты уже. Но настолько я была, видимо, настойчивой, что они такие, опять ты. Я такая, ну ладно. И в какой-то момент они начали относиться ко мне снисходительно. И я им там и кофеек, и конфетки, ну, в общем, наладила связь. И уже действительно у меня все получалось. И я покупала вот цветы, значит, прибавляла 1000 рублей. Мы с Марго, значит, искали там курьера, где искали на Юду. В основном вот мы Юду использовали.
И все, приезжали в Роден, быстро собирали и отправляли. То есть мы сидели в Родене, это очень классно, что у Марго была площадка, у нас была вот эта сильная точка, как бы место сборки, Мгм. старта, это действительно важно. У нас были, конечно, и ситуации, когда мы собирали прям на ступеньках на Рижском рынке букеты, такое тоже было, когда мы понимали, что мы не можем вернуться в Времени, Роден, да? собрать, у нас Мгм. нет времени, клиент здесь и сейчас, а я тогда уже понимала, что это наше преимущество на рынке, что если вот он пишет, через час там в Митино доставите, то, конечно, вообще без вопросов. Буквально с Родена до Рижского рынка было 4 станции метро. Быстро туда, значит, там уже свои какие-то связи налажены. Быстро покупаешь, там же на этих ступеньках скручиваешь этот букет. Упаковка, правильно ты сказала, легкая. Это тоже было преимуществом, чтобы без заморочек. Вот, тут же этот букет фотографировался, и сразу, пока мы собирали, мы сразу на еду уже курьера искали, или я даже начинала это делать, когда я уже ехала из Родена в метро до Рижского рынка, и таким образом у человека создавался эффект вау. Ну, первый — это рецепт простого букета, когда ты берешь там 2 пачки лизиантуса, да, вот ты правильно подметила, что были лизиантусы, гортензии и розы. Это был основной ассортимент. Мы покупали пачку роз, 2 пачки лизиантусов, 5 гортензий. Вот, 5 гортензий было тяжело купить, никто не хотел поштучно продавать. Вот. И когда оставалось из пачки, например, 3 розы, мы тоже не понимали, куда это деть. Это тоже все было не просчитано, не заложено. Вот, потому что клиент, например, там 5 000 рублей условно на букет, а вот 3 розы, они никак туда Мгм. не влазят. Вот, это уже проблема, с которой мы в дальнейшем сталкивались и решали. Вот, но в моменте мы это все складывали, прибавляли 1000 рублей и отдельно, конечно, сообщали о том, что стоимость доставки будет, там, я не знаю, сколько на тот момент, рублей 350 доставка стоила, доставка тоже сильно выросла сейчас. Вот, и клиент получал вот этот эффект вау, что за час от момента, когда он написал, и до момента, когда к нему букет уже приехал в дверь стучаться, прошел час. Ну, он большой был. Букет был большой, да, это уже дополнительный визуальный эффект, что за такие деньги, Ну да, за такие вот, деньги такой это точно. букет, так быстро. Вообще, как это? Кто вы такие? Мы такие, вот наш Инстаграм. И вся переписка проходила в основном это WhatsApp. И таким образом включался вот этот вот сарафанный поезд, да, когда кто-то получил вот этот эффект вау, передал другому номер телефона, передал другому. И в таком потоке как бы мы уже себя словили, что очень много времени уходит на переписку, и там уже не один заказ, а их 5 в день, 10. Вот. И уже мы понимали, что нужно что-то менять, какой-то бизнес-процесс. Мы так не можем дальше продолжать. Ну, это вы с Вот. Марго еще были или это уже вы разошлись? Это было в процессе, это было очень тяжело. Мы в какой-то момент пытались искать инвесторов. А у нас была такая идея, что сейчас найдем инвесторов, и у нас был такой, знаешь, страх таких стартаперов, что наш стартап, потому что мы были первые вообще Мгм. в России, насколько мне известно, ну, точно таких никого не было, я гуглила, где только можно, кто вообще переложил эту концепцию, вот эту ресторанную, на цветы. Мгм. И у нас тогда был такой страх, что кто-то уведет нашу идею и сделает это очень быстро. Потому что тогда она нам казалась ну, настолько гениальной, что просто вот лучше быть не может. И нас это тревожило. Мы искали инвесторов, чтобы за инвесторские деньги дать хороший маркетинг и побыстрее взлететь, чтобы нас было уже сложнее догнать. Вот. Но получилось все немножечко иначе. Вот. Это процесс был долгий, с инвестором мы не нашли. Значит, получается, закупки, постоянной перепиской день и ночь. И так как это Москва, клиенты ночью писали, там, после 11, после 12 ночи. И так как для нас каждый клиент был очень важен, и в 12, и в час ночи переписывались, оформляли заказы. И у нас не было такого, я и сейчас команду учу, да, забудьте про слово «нет». Что значит «нет»? Такого в Трукосте быть не может. И тогда я с этой концепцией тоже стартовала, что кто спит, тот видит только сны, и слова «нет» мы такого не знаем. Вот, да, мы такие сами себя держали в таких рамках. И, соответственно, это было очень тяжело, это было как на войне физически, потому что все приходило к тому, что спали
по там, 4-5 часов, потому что в 7 утра с Уже Дедовска, закупка. да, нужно было приехать к дверям к открытию в самое раннее время. Вот, а ты там до 2 ночи переписывался с клиентами, все это оформлял, как бы записывал, все это на тетрадочке, в таком блокнотике, никаких там автоматизаций, ничего этого не было. Вот, и в какой-то момент мы с Марго вышли на разговор, и она говорит: слушай, Ань, ну, инвесторов не нашли, мне тяжело, вот, и у нее тоже, да, какая-то там свои задачи, своя личная жизнь, и все это действительно было нелегко. Она говорит: я не готова идти дальше. Вот. Я говорю: Марго, если я тебя как бы понимаю, принимаю, если ты не против, чтобы я оставила проект и продолжила его самостоятельно вести, то я поехала дальше. Вот. За что большое ей спасибо. Она говорит: вообще без проблем, все, в добрый путь. В общем, так мы и разошлись. Вот, я какое-то время еще занимала место в Родене, да, это так все так же. Я, в общем-то, получается, в самое раннее время на Рижский. Там Ты все. только уже сама и беременная, ну, Да, судя по это я уже, всему. да, это уже ты Вообще, помнишь, да? конечно, это Я уже период была был. беременная, и все это усложнялось приближающимися холодами. Это как раз вот Мгм. был период, перехода в зимний период. И цветы уже было очень тяжело возить, а их становилось все больше и больше. Я их возила на метро, конечно же. Вот так вот пакетами я их Да-да-да. накрывала. Мне ребята на рижском рынке помогали, за что им большое спасибо. Там всякие Тимуры, Вусалы. Вот. Если вы смотрите этот подкаст, спасибо вам большое. Вот, в общем, накрывали это все пакетами. Я вот так вот ехала, вот так с 2 огромными пакетами. Пока могла это носить, я носила. Вот. И в Мне какой-то кажется, зумеры тебя вообще не понимают, зачем это что, нужно что было я говорю, делать. да? Почему вообще с тобой это все происходило? Слушай, если я сейчас посмотрю назад, я сейчас такая думаю, ну это действительно на грани, ну как бы какое-то чудо, я не знаю, что меня вело, почему. Ну, это Что я внутреннее внутри у просто меня горение горение, это какое-то. внутреннее горение, да, это какой-то был такой невероятный запал. И меня немного, да как немного, нет, ну не немного на самом деле, кого я обманываю. Меня сильно подкосил выход Марго из нашего проекта. А, Для меня очень важна команда, вообще командный Мгм. дух. Я такой командный человек. Мгм. Вот, и тут, ну, как бы я, получается, остаюсь одна. С одной стороны, вроде есть какие-то плюсы, тебе не нужно ничего согласовывать, ничего как бы решать напополам, но в то же время это как бы для меня была такая большая, у меня нет, как будто я осталась без большой поддержки, какой-то опоры. Все, и я такая, ну, как бы, что делать? Вот. Мне было очень так нелегко, но несмотря на это, у меня вот это вот все горело, я неслась, мне настолько придавала вот эта сила, вот эта обратная связь от клиентов в чате, это просто непередаваемо. Вот он мне пишет в 12 ночи, что просто: Анна, это вау, просто какой-то восторг. Я просто, я спать не могу. Я могла вообще, наверное, не спать, я не знаю. В общем, с этими пакетами я приезжала в Роден, крутила эти букеты. Мы же с тобой даже и кофе, и чай, да, в ране тупили. И у меня была главная задача освободить Роден, площадку до 10 утра, потому что площадка открывалась в 10. И там начиналась какая-то своя внутренняя жизнь. И я как бы занимала там место. И меня это беспокоило. Все, и на тот момент все так сложилось, и я нашла, договорилась с небольшой мастерской, вот рядышком с Роденом. И Да-да-да. это все так удачно сложилось, было очень классно, потому что Роден оставался все-таки рядом, и это для меня тоже было какой-то, оставалось поддержкой, потому что вот я тут, я все здесь. Это был такой очень важный на самом деле момент. Если бы это было где-то в другом месте, я бы, может быть, как-то по-другому себя ощущала. Это внутреннее состояние, что все знакомые, все здесь. Вот. И когда наступили холода, я написала, как написала, Саше уже говорю, своему мужу, говорю: Саша, ну, короче, я ничего не знаю, как что, холодно, цветы я больше так возить не могу. Ну, я там уже использовала такси, Мгм. мужчины в такси мне помогали, конечно, там все это разгружали, погружали. Вот. Но в какой-то момент я поняла, что даже вот на рынке, чтобы быстро делать закупку, я не могу самостоятельно, Ну, у меня уже не конечно. получается. И Мгм. муж мне помог. Вот, в какой-то, во-первых, он даже оставлял свой проект и возил меня в Рань.
вот уже беременную, живот было видно, вот на этот рынок, и всё помогал мне покупать, и все это привозить. И, когда он окунулся туда поглубже, он на это все на это дело смотрелся как на женский какой-то бизнес, что ну вот я там что то бегаю, горю, мне что то все нравится. И он меня как бы не трогал, потому что я нервная тогда была тоже. Понятное дело, гормоны. Вот. И он меня как бы не особо не трогал. Но когда он увидел, раз со мной приехал, второй раз, третий, и когда он увидел какой-то вот был какой-то переломный момент масштабный, когда я там 5, 6 или 7 заказов нагребла, и мне нужно было это еще до 12 утра все собрать и отправить в доставке. И он был в этот момент со мной, зачал эти цветы и помогал собирать. И он говорит: "Ань, ну это нормально, так так не может быть, тебе нужен флорист как минимум". Я говорю: "Какой флорист? Я все сама могу, не надо мне никакой флорист". Вот, ну, в общем, и какая-то такая была у меня, не знаю, я была очень фантазийная. Ну, в общем, он настоял на том, чтобы я нашла флориста. Вот, и тогда пришла Тонечка. Это мой Мгм. первый флорист. С большой благодарностью, любовью по сей день, вспоминаю это взаимодействие, и мы много классного прошли вместе. И, все пришла Тонечка, и все закрутилось по-другому. И в какой-то момент, как вообще как росла команда, как это случилось, это, Мгм. и потом, Саша приезжал, и он нас до сих пор ну, все время не трогал, потому что я уже, получается, там как было, я перед, родами, это был октябрь месяц, я написала в чат всем своим клиентам, а я была с ними лично на связи, вот прям, они меня знали как Анна. Никакого Туркоста никто не знал. А, Ну, Анна, вот. Анна, понятно. которая крутит букеты классные, и эффект вау получается. Вот, я им всем, значит, такой скрипт всем накатала, говорю: "Я ухожу, значит, в декрет на месяц. Меня месяц не будет, скоро вернусь". В "Инстаграме" мы тоже тогда только был "Инстаграм" и вот страничка на сайте. Разместила объявление, что месяц сервис не работает. Вот, и я вышла, наверно, через 3 недели, а не через месяц. Не Меня это так выдержала. да, я не выдержала, меня все это так беспокоило сильно. Вот. Ну и, в общем-то, вот так вот это все происходило. И, в какой-то момент, вернемся чуть-чуть вперед, да, я так перескочила чуть-чуть. Вот, и в какой-то момент Саша смотрел на нас с Тоней и говорит: "Не, ну так дело не пойдет. Вам нужен менеджер". Ну, как бы, вот что это такое вообще? Ну, а мы реально разрывались вдвоем. Но мне тогда казалось, что мы супер команда, у нас все получается, у нас все классно, мы все успеваем. Вот. И как появился менеджер, это тоже произошло, как, не знаю, свет свыше. Я не знаю, ну, под звездами все ходим. И я, кстати, верю во Вселенную, во всю эту эзотерику, если чё. Вот. Мы вызывали очередного курьера с Юду, и тогда у нас уже была постоянная девочка, вот, которая к нам ездила, мы с ней Ой, обменялись я помню, кстати, контактами. ее. Её зовут Жанет, это крошка, с нами очень много лет проработала. Мы тогда обменялись контактами, и мы очередной раз ее вызываем, она на Юду взяла же заказ, говорит: "Слушайте, а у вас там, наверно, за паром?" Мы говорим: "Ну да". Он говорит: "У меня есть подруга, сейчас я с ней приеду". Я говорю: "Ну хорошо". Вот, и приезжает Махваш, вот. А у нас тогда был предпраздничный коллапс, и она такая смотрит, говорит: "А что происходит вообще у вас тут?" Мы такие: "Ну, вот как бы курьер должен был приехать, не приехал, нас, короче, кинул туда-сюда". Она говорит: "Дай сюда телефон". Вот так телефон забрала, а я все, у меня простракция. Тоня букеты крутит, я в простракции с этими курьерами, с этими я же клиенты, и курьеры, и все это на разрыв. И она мне такая на телефон дает: "Ну все, как бы". Я говорю: "Что все?" Она говорит: "Сейчас вот на этот заказ приедет, вот на этот заказ приедет сюда". Я вызвала "Яндекс". Я просто стою, у меня просто я обалдела. Я говорю: "Что, так можно было?" Она такая букет забирает: "Ну, я поехала". Я говорю: "Ты вернешься?" Она говорит: "Ну Это да". Макваш. Да, это "Ты вернешься?" Она говорит: "Ну да, если надо, я вернусь". Я говорю: "Ну, ты возвращайся". И Вот, оставайся. и так мы проработали этот день. Вот, и на следующий день я такая сижу, как бы, ловлю эти фидбэки после вчерашнего дня. Мы такие с Тоней переглянулись, говорит: "Ну, давай ей звонить, что ли?" Я говорю: "Ну да, давай звонить". Мы позвонили, она приехала. Я говорю: "Давай, выходи к нам на работу". Она говорит: "А платить сколько будете?" А мы такие: Загрузка". Мы такие: "Мы что то об этом не подумали". Вот, на самом деле на тот момент как бы я даже не считала какую-то прибыль, сколько приносил сервис. У нас всё так же и оставалось там 1000 рублей. И где-то примерно вот на том старте я тогда планировала, такая думаю: "Надо, наверное". Я ИП оформила, это все, что я сделала. Такая:
блин, надо, наверное, что-то как-то надо считать, наверное. Да надо же зарплаты платить. Но я как бы то не платила, ну и а себе-то я не плачу ни зарплаты, ничего, там круглосуточно работаю. Ну, в общем, тогда у меня начали зарождаться первые мысли, что что-то не так с сервисом, что что-то не так с услугой, что она не может быть одна, что она должна быть какая-то градация, да, потому что у нас были там от букетов от 3000 там, до сотни тысяч рублей. И вот тогда это все начало как-то переворачиваться. Но вот щелкнуло это, когда Махваш сказал, сколько вы будете платить. Ну, в зависимости от того, сколько вы будете платить, я к вам приду. Вот. Ну, я помню тогда, что мы ее наняли. Вот, и все наш. Мы тогда вообще втроем, у нас вообще Песня. просто песня. У нас есть и закупщик я, менеджер, который с клиентами, с курьерами, и флорист. И потом после закупки я становилась вторым флористом. И, в общем, так проходили наши будни достаточно долго. Так сформировалась первая моя команда. Вот. Большая благодарность этой команде. И вообще у меня только теплые чувства. И мы по сей день, когда вспоминаем, вот эти видео, фотки эти пересматриваем, просто это что-то. Это что-то. Я бы ничего не поменяла, если бы мне сказали, поменял бы ли я что-то. Нет, я бы ничего не поменяла. Это все было, это вообще часть пути, все эти люди. Махваш, кстати, Махваш вернулась вот с 1 января Спустя, этого получается, года. сколько лет? Мы много лет проработали, 4 5. года вместе. 4. Потом в декрет наступил у Мгм. Махваш. Вот. А сейчас она с 1 января вышла со второго декрета. Все 2 декрета она у нас в компании. Вот, вышла со второго декрета. С 1 января вот этого года уже в отделе продаж. Вернулась в команду, я тоже этому рада. Вернулась в семью. Это очень приятно. Да, да, вот у нас есть такой, да, образ семьи. Я немножечко ее перестраиваю. Вот если ты меня спросишь, почему, я расскажу. Конечно, Вот. я с удовольствием Вот. спрошу. А так, да, достаточно семейные такие теплые отношения. И я сейчас уже вот с трансформации более в такое из семейного в такую бизнесовую как бы стратегию ухожу. И но все равно это очень приятно, да, когда люди возвращаются, они о тебе помнят, хотят работать с тобой рядом. И это, ну, это дорогого стоит, и я это ценю в команде очень, очень. Мгм. А получается, что вы тогда же все равно масштабировались, потому что я уже помню, что ты наняла больше штат, переехали вы, рядом был с Роденом отдельное помещение, Мгм. где раньше звукозаписывающая студия была, да, Да-да-да. и у вас как бы такой тоже резкий скачок, причем я помню, я тогда впервые от тебя услышала, что можно платить блогерам и Мгм. закупать рекламу, и это работает. Я такая: "Что? Как Да, это да. вообще?" И вот интересно, что у вас клиент такой все таки вы как бы забрали под себя, ну, не VIP-сегмент, да, но все равно сегмент, который покупают цветы для себя и часто, или там для Мгм. других людей, даже не для себя, сколько, возможно, там в подарок, но постоянно, Мгм. да, и то есть вы, получается, не как бы средний и выше среднего Мгм. сегмент забрали, вот. И я помню, что у вас были вот такие клиенты, девушки красивые, такие чекули, которые Да. хотели всегда большие вот эти Мгм. объемные букеты, с которыми фотографировались. И то есть замена 101 розе, как были ваши букеты. Мне Только по кажется, красоте. ну вот, Да. только вы уже делали совершенно другой, слава богу, как бы образ. И для меня что было интересно, будучи находясь вот в этом сегменте, находясь вот в этой стилистике, все равно как бы вы в какой-то степени делали то, что хотелось клиенту, и таких запросов было много. Я Мгм. помню вот эту огромную корзину, которую загружали в грузовик, и я еще думаю, как вообще люди заносят такое домой, как это переносится, как это хранится. Вот. И я вот помню, что вы тогда ко мне как раз обратились первый раз, Мгм. приглашала в коллектив преподавать. Я еще так удивилась, думаю, чем я могу быть вообще полезным. Но вот как вы менялись и как масштабировались? Вот что изменилось, вот когда Мгм. вы уже переехали туда? Потому что это уже, я так понимаю, другой же состав был. То Мгм. есть первая часть коллектива Это троица. это Первая троица, часть это коллектива — вы. это троица, да. А потом, ну, развивалось все достаточно органично. Потом нужно Да, было очень. поддерживать порядок на складе, качество цветка, его хранение. И появился помощник на складе, потом появился второй флорист, появился третий. Нам стало очень мало места. Да, ну у вас скромно Вот, было. и да, нам нужно было срочно куда-то съезжать, никого не обременять своим присутствием. И мы съехали тоже рядом на Колпачной, там на Китай-городе, также недалеко от Родена.
в помещение побольше. Я помню, какой это был тогда стресс для меня. Аренда, Там да? аренда была сильно выше, ну, прям не то чтобы кратно, ну, сейчас я примерно прикину, а, 8 раз, 8 раз была аренда выше сразу. То есть не как-то постепенно, там в 2 раза, в 3 раза, а в 8 раз. И я такая думаю: "Блин, это что-то, это вообще какой-то новый уровень. Это все, это просто космос, надо работать еще больше". У меня был такой план. Такая думаю: все, 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 нет, мы точно сможем, надо просто больше работать. Вот, тогда мы точно сможем платить аренду". Но деваться было некуда, и нас просто вынудили обстоятельства. Уже все, мы как бы не помещались, и мы переехали. И тогда вот как раз, да, реклама у блогеров. Мгм. И мы давали рекламу просто потому, что мы такие думали, как бы чтобы о нас узнало больше людей, как это сделать. Вот. И если смотреть на "Инстаграм", там что то кто-то рекламу дает у блогеров, тот кто-то чё дает рекламу у блогеров. Мы такие: "А мы чё? Мы тоже можем дать рекламу у блогеров". И я помню, тогда мы первые деньги на рекламу у блогеров взяли у Сашиных родителей. Вот. Мы у Сашиных родителей на самом деле взяли деньги на первый холодильник. У нас вообще ничего не было. Там, ну, то есть 1000 рублей за сервис, как бы это ничего не оставалось. И мы даже брали деньги в долг, потом отдали, конечно, очень быстро. И первые деньги на рекламу блогера мы взяли у Сашиных родителей в долг. А Саша тебе помогал еще в этот период? Да, он уже на тот момент заканчивал последние свои объекты. Вот, он занимался ремонтом и строительством квартир, домов. Вот. Я ему тогда говорю: "Саш, ну, как бы ты очень нужен". Ну, то есть я не представляю, как бы, как вообще без тебя здесь работать. И Саша — это такой серый кардинал, вот и сейчас по сей день в бизнесе. Вот. Какой-то момент, на самом деле, когда он был очень вовлечен, у нас начали происходить такие как бы Терки. искры. Да, искры. Вот. А меня очень много, я заполняю собой пространство. Вот, а он такой очень постепенный. Но и тем не менее, как бы я его тоже умудрялась задеть. И он говорит: "Слушай, Ань, если как бы ну, тебя это напрягает, давай ты главная, ну, а я как бы вот меня тогда здесь вообще нет". Вот как слово, как какой-то там руководитель, начальник, там, не знаю, назовите как хотите, но как Это бы очень мудро, мне кажется. да, он вообще на самом деле очень мудрый, и звание серый кардинал ему подходит как нельзя лучше. Намного мудрее и умнее, чем я. Вот. И, в общем-то, я говорю: "Слушай, а чё, так можно было?" "Ну, хорошо", говорю, "давай". А мне это так, ну, понравилось на самом деле. Вот. И он такой: "Ну, все, как бы принято". И тогда в команде стало легче на самом деле, потому что есть не 2 мнения, которые нужно учитывать, а одно. И все как-то все прям вот всем все стало понятно, всем все стало ясно, на кого мы ориентируемся, кто что вот Аня сказала, мы делаем. Вот. И это было как-то вот прям тоже решающим таким моментом. И когда мы переехали, реклама у блогеров, Саша говорит: "Так, ну что, это очень дорого". Ну, на тот момент, рекламы стоили от 250 000 рублей до самую дорогую, которую я Батюшки. платила, это 1 000 000 рублей. Это прям В 2000 какой? 2020. капец. А вот мы узнаем, сколько стоят блогеры. 2020. Да, самая дешевая реклама, которая у нас, ну как дешевая, так доступная, но тогда нам Я тоже думала, там наказалось там. 1150. Нет, ну самая вот, которая доступная нам тогда была, это один сторис, отметка просто наш, 70 000 рублей. Это вот самая доступная, от которой вот мы Это вот сами родители, которые дали денег. А нет, родители дали нам следующую, А, потому что мы были уверены, что мы отработаем ее. К нам очень классный пришел фидбэк от этих 70 000 рублей. Вот, мы такие: "Блин, реально работает, работает". Но тогда "Инстаграм", вообще все работало по-другому. мгм. И у блогеров был кредит доверия сильно больше, и аудитория была более доверчива, да, не так, как это сейчас работает. Вот, и был крутой фидбэк. Мы такие: "Всё, мы, короче, порвем всех". Ну, вот такие мы были заряженные. И, Оправдалась? да, все оправдалось. Мы отработали все деньги, заработали еще. Вот, мы тогда и родителям уже после второй рекламы мы отдали родителям деньги. Вот, и, в общем, так получилось, что мы с классными ребятами, вот с блогерами, совпали. Им все нравится, и они от души рекомендовали. Даже рекомендовали тогда, когда мы не платили уже. Вот,
было классно, короче. И это очень окупилось. К нам начали приходить тысячами, тысячами. Мы даже в какой-то момент мы подумали, что он на нас какую-то бот-атаку. Ну, на тот момент это было какое-то такое слово, бот-атака. Я такая: "Чё?" А Махваш говорит: "Нет, это кто-то на нас какую-то бот-атаку". И мы проверяли каждого подписчика проверяли. Такие: "Так, настоящий человек или не настоящий, бот или не бот?" Вот такое было. И мы видим, что это каждый подписчик — это реальный человек. И в какой-то момент мы проснулись и почувствовали себя звездами. У нас такое, мы словили звездное состояние. Мы утром, мне Махваш звонит, говорит: "Ты сейчас приедешь, ты просто обалдеешь. У нас WhatsApp, я вот так вот листаю, а я даже конца и края не вижу. Говорит: "Чё мы делать-то будем?" Я говорю: "Я не знаю, но об этом мы не подумали". Вот. И с одной стороны, это такой эффект вау, а с другой стороны, мы понимаем, что к нам пришли люди, а мы к этому не готовы. Мгм. Вот. И мы такие: "Блин". Вот. И мы тогда уже писали отписки, что извините, вот, извинялись, что мы не можем принять заказ. Вот, но ты правильно подметила, когда создавали с Марго этот проект, мы думали, значит, так, значит, кто наш клиент, наша целевая аудитория? Это студенты, это люди, мы будем продавать роскошные букеты, покажем, что такое роскошный букет. А у Марго такой, ну, бэкграунд был крутой, да, это цветочные салоны, причем невероятная флористика, ну, там просто вау. Если Вот. кто-то И как... помнит, Да-да. Virgin's Bloom назывался салон. И на самом деле, когда Марго там работала, сразу было видно, что есть определенный стиль у букетов. Это было красиво очень. Да, Марго меня научила первую спираль делать и отличать ранункулюс от ромашки. Я вообще ничего о цветах не знала. Вот, и, ей тогда было даже на самом деле очень сложно, когда я говорю: "Нет, мы будем брать 2 пачки эустомы, 3 Да-да-да. гортензии и пачку роз". Она на меня так смотрит. Я думаю, она меня сейчас убьет. Я говорю: "Ты не понимаешь, это нужно клиенту, он так хочет". Она смирилась на тот момент. Вот, ну и как бы, да, приняла, и за что тоже большое спасибо, что вот она там как бы не препятствовала этому. И тогда мы такие: "Так, а чё ж делать-то?" Ну, как бы, вот эта вот вся штука нас как бы завалила. И мы вот писали эти, значит, отписочки. Тогда я поняла, что так делать, короче, нельзя. Вот. Надо думать, Надо как думать. стратегически. Да, надо думать. И, мы сделали, короче, выводы. Там все. Вот. И, клиент у нас оказался точно выше среднего. Сейчас есть клиенты, которые VIP — это не то слово, которое можно применить, да, к этому сегменту. Вот. Но на тот момент мы создавали букеты вот как раз шикарный букет для студентов. У нас такой был как бы оффер, что М. мы будем показывать большой букет за крутую стоимость, и тогда и студент сможет себе позволить этот букет. А получилось, когда мы начали давать рекламу, когда люди начали приходить не по сарафану, там вот как бы другу передавать, а именно какая-то широкая аудитория нас узнала, вот целевая аудитория блогеров, там разные люди, да, и получилось так, что когда люди приходили, они такие: "Так, подождите, подождите, это значит, у вас вот так работает, это если я заказываю 5 букетов в неделю, это вот у меня столько-то получается затрат на цветы, это что ж получается-то?" Выгодно. Вот это я экономлю с вами, ребята. Мы такие: "Да". А сами не совсем еще, ну, как бы, я тогда не смотрела на вот так, на концепцию. Я такая думаю: "Да". И потом, как через какое-то время, спустя вот работы с такими клиентами, я поняла, что да, действительно получилось все очень неочевидным образом. Целевая аудитория не та, на которую мы изначально целились, а получилась совершенно другая аудитория, и она сама увидела пользу, увидела ценность в нас, и Мгм. сама к нам пришла, и сама нам ее подсветила, эту ценность, и сказала: "Вы крутые ребята". И мы тогда в себя вообще так поверили, до сих пор верим. Вот, и, это целевая аудитория, которая потребляет, которая, знает ценности цветка. Что такое цветок? А цветы во все времена — это была роскошь, да, это привилегия. Вот. Они потребляют его много, цветочного материала, Мгм. так скажем, да, цветочного продукта в неделю. Они заказывают букеты домой бизнес-партнеру, жене, маме, там, с поводом, без повода, просто срезка, потому что настроение сегодня солнечное, и так далее. Вот. И это все один клиент.
И когда он пришел и посчитал, и эти клиенты умеют считать деньги очень быстро и очень хорошо. И один раз посчитав, они остаются с нами на очень долго. То есть LTV клиент у нас очень высокий. Как это Вот так LTV? все. Да, жизнь клиентов А. компании. То есть с момента, вот у нас есть клиент, который вот, когда меня знали как Анна, а не как Turquoise Flowers, знали как Анна, и по сей день они с нами. Эти клиенты, это тоже дорогого стоит. Я тогда такая думаю, ничего себе, вау, просто вау. А что так бывает? Я об этом не думала, а вот так получилось. И тогда это был эффект круто, это деньги пошли, но мы начали стопориться на другом. Это сервис и качество сервиса. Мгм. Да. Это курьерская доставка. Там было очень много белых пятен. Было над чем расти, где работать. Это нужно было вести базу клиентскую, нужно было делать это хорошо, потому что люди, которые к нам приходят, они знают, что такое сервис не понаслышке, да, и нам хотелось соответствовать. Вот, и мы туда пошли, и я потихоньку понимала, что я не могу больше стоять у стола, крутить букеты. У меня есть другая миссия, более важная. Если я этого не начну делать, вот, я подведу команду, и мне нужно начать это делать. А команда уже тогда была, и флористов много, да? Ну да, флористов на тот момент было человека 3-4 в смене, но они посменно работали, мы Мгм. сейчас придерживаемся этого графика. Были флагманы, да, флористы, которые там работали, не знаю, можно сказать, без выходных и без проходных. И тогда было уже там 2 менеджера, и это была очень большая текучка в отделе продаж, потому что мы переходили с листочка на CRM-систему. Это было в 2002, как раз вот после рекламы блогеров, или прям вот в момент мы поняли, что все, мы не можем вести клиентов вот так. Это Мгм. невозможно. И мы быстро-быстро нашли CRM-систему. На тот момент это была ритейл-система, нам ее посоветовали. Такая простенькая, То есть это не какие-то нативная. флористические Нет, 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 CRM-системы? нет. Я вообще тогда не смотрела в эту сторону, но в момент, когда мы переходили, со мной тогда еще Пассифлора тоже связывались ребята, тоже стартовали, но они не закрывали тот пул функций, который нам нужен был, и мы выбрали вот эту самую простенькую, быстро туда все перезалили, вручную перезабивали туда всех клиентов, все карточки. И все равно там очень много белых пятен, что-то забывалось, что-то, в общем, пропадало. И так как у меня не было нужного образования и в этом во всем, и понимания даже не было, мне просто некогда было учиться. Некогда. Мгм. Закупка, сборка букетов, VIP-клиенты, и все, как бы некогда было этого делать. И там постоянно вот Жениться на мы дуде и постоянно грец. да, мы постоянно тушили пожары. Мы тушили пожары, тут потушили, смотрим, там загорелось, побежали туда, там потушили. И мы вот так вот, бегала я так много лет, лет, наверное, 5, да. И когда и команда продолжала расти, это было очень так, это Ну, органически очень происходило. естественно, Да, да, у вас. естественным образом происходило, да. Да, уже усилили бухгалтерию, усилили там склад и так далее. И уже становилось легче, но как будто бы эта машина, она как бы не останавливалась. Ну, в общем-то, это вот так происходило. Ну, а в какой момент ты поняла, что тебе все-таки нужно больше смотреть как в развитие бизнеса? Потому что все равно у тебя есть совершенно какой-то другой, очень серьезный подход по работе со своей командой, по работе с процессами. Ты постоянно учишься, причем ты учишься не у цветочных идеологов, да, или людей, Мгм. которые готовы поделиться опытом. Ты идешь к тем, кто говорит про бизнес в целом, и ты Мгм. садишься рядом с людьми, которые там строят завод, пароходы, и ты рассказываешь как бы о своем проекте. И Мгм. это безумно интересно, потому что это меня вот на данный моменте больше всего вдохновляет из-за того, что ты как бы показывая, что можно и смотреть по-другому, можно действовать иначе, и это дает возможность иначе внутренние процессы все выстроить. И то, как я вижу, опять же, ваше взаимодействие с флористами, системы KPI, какие-то геймификации, вот это вот все, что я там где-то краем ухом слышала вовне, оно применяется у нас во Да. флористике, в салоне, в студии, в смысле. И это очень круто, очень
вдохновляет. И мне бы вот очень хочется, чтобы ты как раз об этой части побольше Мгм. рассказала, потому что, ну, во-первых, как ты, почему произошло вот это понимание, что нужно идти учиться, как ты выбирала, куда идти учиться, и как твои ребята относились, потому что вот я помню, что ты не только себя обучала, ты еще и с собой захватывала ребят-менеджеров, да, я так понимаю? Да, мы ходили, я брала, у меня тогда Анна Авилова была Мгм. управленцем, вот, и управленца тоже брала. И так как это был тренинг по прокачке отдела продаж, вот, с нами еще ходил тренер. Это моя подруга, она по совместительству у нас работал тренером по продажам. Вот мы ходили втроем на обучение. Это был тоже интересный опыт. Обычно я чаще всего хожу одна, если все, что связано вот с бизнесом. Одно из таких обучений было, это вот мы пошли втроем. И это немножечко как-то по-другому ощущается. Вот. А что касается вообще роста, и как я это увидела, и почему мне надо было, и как я это поняла, в какой-то момент, когда много людей, и когда у тебя вот это как раз про семью, да, про семейный вот такой вот подход к командообразованию, и я всегда из этой точки шла в командообразование. Очень высокий уровень эмпатии, люди, которые рядом, и я знаю, как мне тяжело, как им тяжело, мы с ними за одним столом, и, соответственно, ты волей-неволей, там вот все вот эти институты субординации профессиональной или бизнес-этики, они как бы, ну, стираются, и вы волей-неволей как бы уже такая, как одна семья. И там это окей, когда вас 3 там, максимум там 4. Да. Это тоже мешает потом уже, когда я проводила работу, да, такую достаточно глубокую исследовательскую, роста своей команды, вот, я понимала, что и тогда это мешало, да, каким-то вещам, но это окей. То есть в целом рабочая схема. Вот. А когда их становилось больше, а ты все дальше отдалялся от флористического стола, от внутренних бытовухи, так сказать, мастерской, и занимал уже более такую позицию чуть в стороне, как наблюдателя. Вот. И тебе важно было поддерживать те процессы, которые для команды не видны. Да? Но они важны. И если этого не делать, то ну, куда мы придем тогда, да? Вот. И ты когда отдаляешься, у тебя уже есть как бы видение общее такое со стороны. Мгм. Ты понимаешь, что у меня вот здесь белое пятно, здесь я ничего не понимаю, здесь я вообще не разбираюсь. Вот это, если мы сейчас не наладим в ближайшие 2 месяца, я вообще не знаю, как будет. То есть, ну, Аня, тебе спать вообще некогда. И вот с этой концепцией «кто спит, тот видит только сны» я жила вот 5 лет. Ну, иногда меня это прилетает еще, знаете, такой ветер прошлого, но это то, что меня двигало. Я тогда еще говорила, что у меня внутренний такой вот этот вот эго, которое мне, когда я еще была фотографом, говорила мне, что мы здесь миллионов не заработаем, оно трансформировалось, оно превратилось в такого внутреннего Сталина, что разлеглась, что рассиделась, давай быстро, вставай, иди, делай, нельзя спать, ты слишком много спишь, устала она, нам некогда уставать, и так далее. Не отвлекаемся. Что там? То есть я не знаю, наверное, за там года 3, наверное, я не встречалась ни с друзьями. Меня вообще потеряли со всех радаров все, и родственники, и друзья. То есть мои друзья, моя семья и весь мой круг общения заключался в мастерской. И когда вот пришел момент отстраняться, я поняла, что ну, реально, у меня нет даже круга. То есть я предприниматель, это факт, как бы уже был состоявшийся. Но у меня нет в среде моей ни предпринимателей, ни людей, которые мыслят или сталкиваются с теми же проблемами, с которыми сталкиваюсь я. Встречаясь со своими друзьями, пытаясь им как-то свои боли там что то обсудить, они на меня просто смотрят и такие: Не понимают. «Чё?» Ну, как бы: «Ань, те надо отдохни». Да-да-да. Я такая: «Чё? Отдохни? Я к вам больше не приду». Ну, я была такая очень как бомба такая замедленного действия, что я сейчас как бы взорвусь. И я поняла, что мне нужно искать, значит, круг общения, где люди сталкиваются с такими же проблемами, как у меня.
Вот. И ты вот ты подсветила такой момент, что не у цветочных, не с цветочными, я не вижу там как бы усиления, потому что в плане цветка меня тогда ничего не беспокоило. Мгм. Ну, на тот момент, да, что мы там что-то делаем не так или не то, или команде моей надо учиться. Моя команда самая лучшая. Это подтверждают наши клиенты, это подтверждают чеки, это подтверждает доверие, возвращаемость, LTV клиент. То есть как бы, ну, меня тогда ничего, вот это меня не беспокоило. Меня беспокоили более масштабные вещи. Первое — это то, что у меня куку, что мне не с кем пообщаться. Я уже, ну, то есть у меня там сложная коммуникация с мужем. Ну, то есть я не жила в семье, можно сказать, жила на работе. И мне там все вот это сложно, и мне нужно было найти круг общения, где я смогу обсудить, найти Мгм. какое-то решение. Мне могли бы подсветить какие-то пути, куда я могу двигаться и как это решить. Вот. И поэтому, да, я тогда такая думаю: так, ну, чё мне не хватает? И у меня всегда на тот момент стояла всегда боль — это командообразование. М. Как сделать так, что команда была бы суперэффективной, и чтобы из вот этого, сейчас я напишу, и в тот момент, наверное, спустя 2 года клиенты до сих пор еще писали: "Анна, хочу заказать букет". Мгм. Чтоб к тебе уже не шли. Да, они писали, менеджеры уже работали, но Ага. клиенты, по старой памяти происходило это так. И я в этом увидела большую слабость, что так быть не должно, что, ну, кто я, я один, да, я хоть и фаундер, но тем не менее у меня тут команда, и нельзя как бы составлять образ бренда, образ проекта моего на мне одной завязывать. То есть, и тогда я тоже поняла, что команда образования — это, ну, самое важное. Команда должна быть самостоятельной, эффективной, не в зависимости от того, депрессия у меня, в отпуске я или решила заниматься арт-терапией вдруг, да. Ну, в общем, как-то, чтобы это самостоятельно работало, как самостоятельный бренд. И где этого взять? Ну, то есть у меня нигде в окружении этого не было. Вот, приходилось искать по сторонам, смотреть. Вот. И таким образом как-то ко мне приходилось: сходи на этот мастер-класс, сходи на тот мастер-класс. Вот. И у меня тогда ребенок же у нас Саша родился, и у меня тогда такой был какой-то стресс и тревога, что родился ребенок, какое-то время такое сложное, был ковид. Мгм. Кстати, ковид пропустили, да, если хронологию просматривать. В ковид мы очень сильно выросли. Ну, наверное, как многие команды, которые работали Онлайн кто, онлайн, да. которые работали на доставке, да, вот прям еще одна какая-то отдельная часть аудитории пришла. Вот. Это вот про органичный рост, как будто бы все вовремя происходило. Да, да, все вовремя Прям. происходило, как-то там все подсвечивалось, и это все приходило вовремя. И это все началось с того, что у меня была тревожность, что ребенок родился у нас, значит, и, ну, как будто бы, в моей голове, нужен какую-то подушку безопасности, какое-то вот время такое неспокойное, что чуть что там, что то может случиться, а у меня все деньги, я все в бизнес, Мгм. ну, как бы все туда. И такая думаю: "Блин, надо какую-то подушку создать, ну, какие-то деньги вот отложить, чтобы вот, ребенку". Вот мы с Сашей посоветовались, мы такие: "Да-да-да, да". И, через какое-то время, достаточно быстро произошло. Я такая думаю: "Так, вот эти деньги мы вот всё вынимаем, мы их вот откладем, Доминику". И, как сделать так в моей голове, чтобы их приумножить? Что они будут просто так лежать на Типа депозите? инвестиции. Мгм. Да, что то так думаю, так не пойдет. Вот. И я такая думаю: "Так, надо пойти учиться, значит, на фондовый рынок. Так, значит, надо приумножать деньги, деньги должны работать". Вот если ты спросишь, откуда в моей голове все это, я не знаю. Оно само как-то ко мне приходило. Инстаграм, вот это вот рекомендации, это все как-то меня находило. Я нашла, значит, школу в Ростове по фондовому рынку, "Трендап" называется. Вот. И я такая думаю: "Так, значит, поеду к этим ребятам в Ростов, буду Мгм. учиться". А мне такие пакеты присылают, такие, значит, я такая думаю: "Вип-пакет с личным куратором, значит, прям с владельцем". Такая думаю: "Отлично, мне подходит, я так быстрее научусь, сейчас все узнаю". Ну, это я поехала, 2 недели было обучение, Ага. обучение было очное, ну, как бы надо было присутствовать на лекциях, там Мгм, вот это мгм. все. Вот, и мне там ребят помогли собрать инвестиционный портфель на эти деньги. Все, и вот я там это сделала, я успокоилась. Я успокоилась, но, у меня был контакт с владельцем, он такой бизнесовый, движовый парень. Мгм.
Вот, он говорит: "Ань, блин, прикольно, что ты как там делаешь в Москве в своей, клево. Слушай, там бизнес-кэмп будет, поедешь?" Я говорю: "Поеду". А мне как раз вот такая вот, ну, прям Потребность была. потребность была, мне я прям, да. Я говорю: "Поеду". Это 3 дня, короче, с предпринимателями, И там не лекции, страшно было тебе? мастер-майнды. Не, нет, было не страшно. Не, а почему? Да нет, прикольно. Я-то как бы лагерь, это еще презентация такая была, знаешь, бизнес-лагерь. Я такая взяла чемодан, говорю: "Саша, поедешь?" Он говорит: "Да не, у меня там чё-то свои дела". Говорит: "Ну, езжай. Потом приедешь, все расскажешь". И я поехала на 3 дня. Это было в Подмосковье. Реально крутой вообще. Я не ожидала. Первый раз попала в такой формат. Ну, чё, я сижу в своей мастерской с ребятами, мы крутим эти букеты. И как бы я, ну, не видела бизнес вообще с этой стороны. Ну, то Что есть он может, я бы даже так сказала, что я как будто бы не смотрела на нас как на бизнес. Ну, то есть мы ребята, которые классно делаем букеты, наши клиенты довольны. И, в общем-то, вот. Я приехала, там был как раз спикер по командообразованию крутой. И я хотела к нему попасть. А почему так случилось? Я такая смотрю, а знакомое такое лицо у этого спикера. Я такая смотрю. Я говорю: "Артем, это парень, который меня позвал на этот бизнес-камп". Я говорю: "Я знаю этого парня". Он говорит: "Откуда?" Я говорю: "Я ему свадьбу снимала". Он говорит: м, "Что, серьезно? Это же Павел". Я говорю: "Я не знаю, какой это Павел, это мой жених, ну, в плане мой клиент". Вот, и я такая, потом ловлю такие фидбэки: "Ничего себе, какой рост, ну, как бы обалдеть". Мне так что то стало приятно, думаю: "Я поеду". а ты к нему подошла, сказала, что ты А снимала? тогда случилась, история вот эта вот политическая со СВО? всеми вот этими с СВО, да, и, он не прилетел, он, М, был по видеоконференции, мгм. вот, с Дубая. И, в общем-то, это я увиделась с женой, с его Таней. Вот, и мы друг друга признали. Это было очень тоже приятно. Но самое важное, это, ну, лирическое отступление было. Но я к тому, что это просто как-то само, понимаешь? Мгм. То есть как это происходило, я до сих пор удивляюсь. И этот бизнес-кэмп, я там познакомилась с ребятами, с классными. Они все просто там какие-то нереальные, какие-то бизнесы все странные. Я никогда не знала, что на этом можно как-то делать деньги. Странный бизнес. Бизнесы странные, да. То есть мы странные, мне тоже казалось, что мы странные. Вот. И там еще что то я такая думаю: "Ну все, я в нужном месте. Сейчас я все, короче, детали узнаю, и будет вообще супер круто". А потом оказалось, что такие эти все предприниматели, мы все там подвыпили, нашампанились после мастер-майндов, после официальной части Мгм. вечером. Они такие: "Слушай, что там? Да что там у тебя? Вот у меня там, да. Сейчас тебе расскажу". И потом я поняла, что проблемы-то и боли у всех предпринимателей-то действительно такие же, но почему-то я жила в каких-то таких розовых очках, что вот у меня все плохо, у Мгм. меня вот как-то все, я не умею, я вот какая-то вот необразованная в бизнесе. А вот я сейчас пойду, там вот ребят, которые делают бизнес, они все умеют. Вот, но как-то у меня столкнулось ожидание с реальностью, и я такая: "Блин, они такие же, как я, Мгм. по сути". И вот мы как бы друг об друга, и вот какие-то контактиками поделились, там: "Звони туда, узнай то, здесь скажи, что от меня". И это очень помогло. Вот это сообщество, которое вообще, которое, ну, и это был как глоток свежего воздуха. Я ни разу не слышала за весь бизнес-кэмп слово "цветы" Это или "букет", приятно. или вообще что-то связанное с этим. И это меня настолько, то есть, вдохновило. И там каждый рассказывал про свои какие-то тоже проблемы там в отделе продаж, там еще там логистика. Я такая: "Да-да-да, слово логистика, у меня тоже есть логистика". Я такая раз туда, потом отдел продаж. Я такая: "Да-да-да-да-да, у меня отдел продаж". И я, короче, вот так вот бегала и, везде участвовала во всяких там активностях по бизнесу, там, обменам опыта, лекциям. И это было очень круто. Ну, то есть это прям я с этого бизнес-кампа приехала такая духотворенная. Вот у меня куча контактов, куда мне надо пойти учиться, и что посмотреть, каких там спикеров послушать на "Ютубе". Ну и все. И так вот я, короче, стартанула вот углубляться вот в это. А команда как воспринимала твои изменения? Команда как воспринимала? Ну, вот первое, то, что мы отсоединились вот от семейного, такой я как бы отбилась от семейного ядра, Как это, сепарировалась? сепарировалась, да. Как мы знаем, вся сепарация происходит достаточно болезненно, Болезненно, да, да. любая. Вот. В данном случае было, ну, то же самое, да. Ребята так: "Вот, как бы не хватает там, да, какой-то даже, чё там греха таить, какие-то недопонимания, ну, происходили. Ребята не понимали, почему я делаю это или делаю так.
так, или почему я неделю могу не появляться, например, да. Мгм. Э, Вот. Я не всегда информировала, может быть, в этом тоже была моя какая-то ошибка. А ты уже почувствовала, что ты можешь и хочешь как-то сепарироваться, удаляясь, да, на А я какой-то просто понимала, промежуток что если я не очищу времени? свою голову, ну вот там, если не появляюсь неделю, мне нужно было погрузиться в другой процесс, подумать, там всё разобраться, Мгм. обучиться, не знаю, тогда найти, где мне обучаться и так далее. Я появлялась в мастерской, и как будто бы все останавливалось, и все вопросы, которые там были, Они все на или тебя. какие-то они такие все сразу и все, и я попадала в этот, а я не могла, ну, как бы, и все, я понимала, что я пропала опять. Это там ночами, днями. И в ковид, мы снимали отель рядом, прям на Колпачном мы жили. В Мгм. ковид в отеле мы не ездили домой, потому что Доминик был маленький, и я болела, вся команда болела, мы работали. Вот. Мы такие: "Кто-нибудь чувствует вкус еды, которую мы едим?" Такие все: "Нет". Всем пофиг, все работают просто. Вот, ну, было вот так. Матиола пахнет? Нет. Ну, в общем, вот такое было. И тогда это все происходило очень болезненно для команды, когда это вот так сначала все плотно, и потом я начала отсоединяться. И я тогда не понимала, что так. Я нервничала, тоже за это переживала. Вот, и я поняла, что изначально коммуникацию нужно перестраивать. То есть командообразование — это наука, это вообще как бы очень серьезное место, если ты Мгм. строишь бизнес. Вот, я, короче, сконцентрировалась не на продукте, а сконцентрировалась на внутренностях, на команде. Вот. И тогда поняла, что все, значит, изначально нужно строить коммуникацию по-другому. И тогда пересобралась вот эта команда, собралась абсолютно новая. Там я тоже допустила кучу ошибок. Ну, не без этого. Я, в общем-то, тоже росла вместе с ребятами, об них училась. Вот. И благодаря всему этому пути, этим командам, я вот сейчас вот в этой стадии нахожусь вот сегодняшней. И, сегодня я и после всех этих там тренингов, их прошла немало, именно бизнесовых, я могу сказать, что самый эффективный стиль команды — это спортивная команда. Расскажи чуть-чуть поподробнее нам, несведущим. Вот, спортивная команда — это, Все бегут? нет, это если взять на футбольную, ну, если кратко, да, если взять футбольную команду, то каждый знает там свое место. Там есть защитник, есть нападающий, есть вратарь. Но тем не менее защитник может играть за нападающего и так далее. То есть и вратарь может покидать свое место и поддерживать позицию защитника. Да? Ну, в общем, но тем не менее каждый знает свое место и свою зону ответственности. При этом есть тренер, да, где дается обратная связь, Мгм. да, по результату. Также есть скамейка запасных, где если ты повредил ногу, то ты будешь сидеть на этой скамейке запасных, потому что это влияет на результат команды. То есть каждый член команды влияет на общий результат. Мгм. И вот с этой концепцией мы сегодня живем в команде, и я это воспитываю. Это, если ты спросишь, легко ли это, нет. Особенно у нас сейчас 80% это зумеры, ребята там Да, это очень интересно. 21 плюс, там до 30. И это вообще еще требует определенных навыков. Ну, таких, знаешь, это типа, я уже недавно начала подумывать, что, может быть, мне на психолога пойти еще отучиться не помешало бы. Вот. Но нет, я сошлась к мысли о том, что я найму корпоративного психолога в команду, и это сэкономит мое время, и, в общем-то, это не моя зона. Я просто хотела туда залезть, да, как в каждой бочке затычка. Вот. Но нет, нет, нет. Я вовремя спохватилась, такая: "Аня, ты чего? Ты будешь тогда Ты всех чему училась вообще? Это ковыряться в не, каждом. да, конечно, это не твое место, успокойся". Вот. Но я успокоилась, вот, и приняла такое решение. Ну, у вас как бы настолько тоже, опять же, система образования очень прокачана, потому что я помню, что ты говорила для менеджеров по продажам, да, Мгм. специально нанимала человека, коуча, Мгм. который там каждую неделю их чекал, Да. собирались они на зумах, Мгм. и там как бы он их перепроверял. Да.
Мне кажется, это гениально просто, когда ты действительно учишь людей продавать. Ведь по Да, факту сервис, он везде один и тот же. То есть нужно учиться работать с клиентами, а у нас и скоропорты, и да, такая длинная, как бы, да, такой длинный путь товара, да, то есть иногда ты действительно можешь как-то не удовлетворить запрос клиента не потому, что ты это не сделал, ну, сделал плохо, а потому что просто, там, не знаю, поставщик подвел. да. Да, то есть, разные нужно отрабатывать. Да, мы, потом в какой-то момент я сконцентрировалась на продажах. Благо мы тогда одновременно перешли на другую CRM-систему, более усовершенствованную, которая собирала больше данных о клиенте, сохраняла всю коммуникацию, все чаты, делала прозрачным поле работы менеджера. Мгм. То есть можно было отследить его качество, там записывалась вся история, касаний с клиентом, история видоизменений сделки и так далее. То есть, уже более такая усовершенствованная программа. И туда мы подключили все каналы продаж, все в одно место, настроили воронки, отстроили, логистику, отдельная воронка, отстроили склад, интегрировали в AMA CRM. То есть полностью завязали производство, логистику, отдел продаж, работу руководителей, Я работу представляю, тренера по продажам на одном, как бы на экосистеме. Да. Мы все это сделали на базе AMA CRM. Вот. И сейчас мы до сих пор это усовершенствуем, потому что сейчас эра искусственного интеллекта, AI. мгм. И это вообще такая отдельная тема, которая меня сейчас очень беспокоит. Ну вот я, насколько помню, ты целенаправленно хотела, пользоваться услугой, именно искусственного интеллекта, Мгм. чтобы помочь, опять же, быстрее Мгм. обрабатывать, я так понимаю, да, Да. заказы. То есть Ну, у на тебя. сегодняшний день мы вот, я получается, уже в процессе, в проекте с айтишниками, да, с большой командой. И как это, Аня, зачем тебе все это надо? Пойди возьми на рынке готовое решение. И зачем ты все тратишь на это деньги, время, свой ресурс? А А все ты уже есть, все уже придумано. разрабатываешь свое. Да, я разрабатываю свое. Вот, я говорю, нет, вы не понимаете. Все, что там есть, это не продажники цветов. А мне нужен продажник в цветочной нише. А это совершенно другая история. Вот. И помимо того, что это продажник в цветочной нише, плюс это все должно соответствовать моим бизнес-процессам, которые уже отстроены, и внедрение AI не должно его ломать или как-то там глобально перестраивать, потому что это очень болезненно, очень дорого для всей команды. Вот. Поэтому у меня как бы есть. А написать свой, мне кажется, на дистанцию сильно практичнее и финансово выгоднее. Вот. И с точки зрения масштабирования тоже. Мгм. Ну и, в общем-то, я увидела там только плюсы, и я не пошла стандартным решением. И сейчас мы в проекте, вот уже мы ждали последнего вот обновления Vision от GPT для того, чтобы можно было обмениваться медиа через сервисы WhatsApp, которые мессенджеры подключают вам CRM. Этой возможности не было до какого-то вот момента. Вот. И вот, получается, вот этот последний год мы в какой-то момент поставили на паузу. Я сказала, что мне так не подходит, мне так не надо, мы будем работать руками. Вот. И потом ребята мне пишут: Аня, есть возможность обмениваться фотками. И более того, GPT-шка выпустила новое обновление. Они очень хорошо понимают медиафайлы, визуальную картинку. Я такая, да, ты чё? В Мгм. общем, все. Я говорю, присылайте оффер, давайте работать. Вот. И мне казалось, что это очень все быстро будет, но на самом деле нет. И вот уже второй год, получается, год, вот как где-то 9 месяцев, как мы пишем ТЗ, техническое задание, оно постоянно меняется. Постоянно какие-то сложности, постоянно какие-то интеграции, то нельзя, то это нельзя, вот нашли решение. Ну, в общем, работа с IT — это, ну, как бы так надо запастись терпением, запастись вот какой-то вот внутренним спокойствием, вот, и никуда не торопиться. Но это очень сложно делать, потому что искусственный интеллект Он же с постоянно такой обновляется. скоростью обновляется, с такой скоростью выходят разные фичи, и ты такой, блин, что-то там новое вышло, и я не успеваю новости читать. Ну, просто реально. По искусственному интеллекту я так уже на это забила. Говорю, так, доделываем то, что, на чем мы там Мгм. сконцентрировались, вот это будем доделывать. Вот. Ну, это вот уже наша следующая, получается, точка роста. Я вообще возлагаю туда такие какие-то вот надежды свои. Вот. Меня айтишники немножечко так это поливают холодной водой. Говорят, Аня, подожди,
вот искусственный интеллект, он не решит всех твоих как бы намеченных планов. Надо все постепенно, постепенно. Сначала в стадии MVP запустим, сначала одного агента, потом второго, потом третьего, потом все проанализируем, протестируем. И я говорю, когда? Просто скажите дату. Просто скажите, да, когда мы это сделаем. Вот, в общем-то, ну, я Пошел нахожусь, второй год. да, на стадии кипения я нахожусь, я уже так и стадию агрессии, я уже на стадии принятия вот на сегодняшний день, особенно когда слушаю подкасты, где там большие бизнесмены, дядьки говорят там типа, мы там тут уже изучаем AI, там что-то смотрим, и знаете что? Ничего, мы ничего не знаем. Что будет через год, через 5, Не знаем. Я такая, ну и все, надо расслабиться. Никто ничего не знает, я тоже ничего не знаю. Вот, поэтому менеджеров мы до сих пор людей обучаем. Вот, и у нас есть в команде тренер по продажам. После, вот, кстати, корпоративного обучения мы наняли тренера в команду прям на постоянной основе, вот, по продажам, чтобы усилить, закрепить эффект, а потом уже такие, а мы уже как бы и не знаем, как без него. Нет, все, на постоянной основе остаешься. Вот, и такая должность у нас тоже есть. А сколько менеджеров у вас уже работает? Ну, на сегодняшний день 4 это штатных, это которые без текучки уже Мгм. много лет, и 4 на этом стажировом. В общем, 8 постоянно с текучкой. То есть одни уходят, другие приходят, а 8 всего А в сколько в команде. смене получается? В смене от 2 до 3. Мгм. Вот, за счет вот этой автоматизации перехода на новую CRM-систему, за счет автоматизации с помощью роботов, которые внутри снимают много рутинной работы по контролю, с помощью роботов внутри CRM-системы, мы очистили менеджера ну, не до ядра, но прям вот оставили ему только заказ, только чек. Его интересует только клиент и больше ничего. Мгм. Вот, ну, отчет в конце смены, который необходимо сдать, да, той точку управления. Все. Все остальное делают уже там другие люди. И с помощью вот этой автоматизации 2-3 менеджера может достаточно хорошо, не идеально, но хорошо, обрабатывать большой объем работы. Я так понимаю, что все-таки, получается, и логистическая как бы часть Мгм. логистов у вас есть, Мгм. да? Там сколько, два человека? Я, по 2 в крайней мере, одной видела. смене, 2 в другой. Да. Вот. И флористов сколько получается? Флористов Да. сейчас 12. 6 на 6, правильно. 6 в одну смену, 6 в другую. 6 в другую. Иногда Ну вот, 7 в смене, в зависимости от дня. Ну, по нагрузке мы как бы вот так. ну вот меня как бы из-за того, что я буквально недавно была, меня, конечно же, удивило, что по факту на сегодняшний момент Дана, будучи зумером, Да. выполняет просто колоссальный фронт работы именно как, ну, она не шеф, он как главный флорист, да? Она, получается, исполнительный директор. Она уже исполнительный директор Операционный, Трукоста. исполнительный, да. Да, и видно, что у нее есть такое горение. Опять же, это редкость, когда ты встречаешь Да. людей, относящихся к чужим проектам как к своим. Ну, то есть явно жаждущим систематизировать, оптимизировать какие-то процессы. Вот. Человечные отношения, да, у нее тоже есть эмпатия, она такая достаточно талантливая, как флорист, и очень такая хваткая девчонка, и Мгм. чекает все. Да, То да, есть да. я прям кайфанула от вашего командного духа. И, как говорится, рыба гниет с головы. У вас с головами все, с рыбой все хорошо. Блин, Вот. это классно, что, ну, такая обратная связь, потому что я топлю, варюсь, да, тоже по-разному, в разных состояниях, вот, но мне приятно, что Но это ты видно, это понимаешь? видишь. Ну, как бы понятно, что все люди разные. Ну, тем более женский коллектив все равно. То есть понятно, что у вас есть мальчики, но флористы все Мальчики — равно. это золото. Да, но все равно есть как бы вот эта вот внутренняя часть, как получается сохранить атмосферу вот такую Мгм. рабочую, без каких-то внутренних там перипетий, склоков. Ну вот ты подсветила Дану, да, Дана действительно зумер, Мгм. очень необычный, и это было сразу заметно. И я хоть и не нахожусь в команде 24/7, но я знаю очень хорошо свою команду, каждого, про каждого, все. Вот. И как они работают, и я всегда все подмечаю, и Дана всегда выделялась.
И я тогда тоже смотрю, такая думаю: "Зумер, ну надо же". Бывает же. Бывает же, да. И на самом деле у нас много таких девчонок, в команде. Вот, ну, Дана особенно, она прям, я ее называю звездочкой. Вот, она очень крутой флорист. Это было больно ее снимать с флористики Мгм. и давать ей управление. А на тот момент это было мне, ну, прям, ну, крайне необходимо, чтобы было вот такой тыл крепкий. И несмотря на то, что у Даны нет, уже есть какой-то опыт на тот момент, не было опыта в управлении вообще командой, настолько, ну, достаточно большая команда, то есть это действительно много людей, действительно много процессов. И несмотря на это, она очень уверенно Да, вступила это в же эту нужно еще, чтобы должность. тебя уважали, ну, чтобы тебя воспринимали. Да, конечно. Но у нее, получается, все как-то органично тоже сложилось, и все правильно. То есть все негласно, несмотря на то, что, да, она сначала была штатным флористом, потом она стала старшим флористом в смене, и всем негласно было понятно, что, ну, как бы, куда идти, если вдруг у тебя что-то происходит не так там в команде, да. Кто поможет, кто даст правильный ответ, правильный совет там, если касается каких-то внутренних рабочих процессов. Вот. И это тоже было, но меня это мимо не обошло, то есть это все было видно, это все как на ладони. Причем человек, у него не было этого в инструкциях. Я всегда говорю, что руководитель — это человек со способностями брать ответственность за себя и за всех, кто рядом. Вот. Мгм. И часто это как раз у людей, которых это проявляется, вот они очень быстро растут. Потому что управленец — это не только знать хорошо свой продукт, делать хорошо свою работу. Много людей делают хорошо продукт, знают свою работу, но тем не менее управлять и быть вот в команде на одной какой-то вот такой, и чтобы тебя уважали правильно, ты это подметила, да, авторитет немаловажен. Это такая прям как бы Мгм. суперспособность, я бы назвала. Ну вот, это учат в институтах менеджменту, да. Но что то я как-то вот, Чё-то, мне я по кажется, старинке, такому, я олдскульная, да. Я считаю, что вот у тебя мне либо кажется, это не учат. есть, вот, либо этого как бы нет. Вот у Даны это есть, и она очень хорошо туда вписалась, и все классно получилось. Мгм. Плюс ко всему прочему, сложные процессы, сложная команда, все вот эти зумеры, женский коллектив, как ты говоришь, долгий путь нашего продукта, цветка, и очень короткая длина сделки. От момента, когда клиент позвонил, говорит: "Мне нужен букет", до момента, когда его уже нужно доставить, может пройти час. И вот от этого момента, вот что очень короткая длина сделки, и вот все вот тут вот начинает работать. Все как бы показывает, как закупка работает, как работает логистика, как работает, руководитель, как работает старшие смены, как работает, не знаю, старший в логистике, что там еще, как работает отдел прода вот все. Вот в этом маленьком, и это называется длина сделки. Мгм. И вот, у нас она очень короткая, потому что 70% приходят день в день. И, мы так иногда думали: "Почему так?" Ну, вообще, ребята, потому что работают в высоком всегда стрессе, Напряжение. напряжении, быстро быстро быстро, и нужно соблюдать и качество продукта, и качество доставки, и качество обработки заказа. И мы когда почему думали так, а потом небольшой такой как бы НПС-опрос, и на самом деле это преимущество наше на рынке, ну, как это подсвечивают клиенты. То есть я напишу сейчас команде TrueCost, и сейчас букет приедет. Это просто у нас есть сложная доставка, ну, как бы на территории, где мы Мгм. находимся. И они такая: "Сейчас Фархат приедет, он у нас в леса доставляет Да. цветы, он сейчас сам разберется, сейчас сам дойдет, Мгм. приедет, найдет нас". Я такая: "Ну, надо сказать, что там он вдоль труб, потом налево". Она такая: "Короче, едешь прямо и налево". Я говорю: "Ну, а как же водный?" Он говорит: "Он все разберется, все сделает". Да. Я понимаю, что это вот как бы действительно такой. Да, Фархат работает с нами уже там 5-й год примерно. Ну, очень давно. Он к нам пришел, он по-русски не мог говорить ни слова. Вот, а сейчас это как бы незаменимый сотрудник в отделе логистики, да. Ну, я вообще понимаю, что у вас достаточно, как бы долгий срок, то есть текучки такой сильной, может Мгм. быть, в отделе Мгм. менеджеров есть, Мгм. но если мы говорим про флористов, они-то не сильно утекают, или все-таки есть текучка? Слушай, если смотреть на рынок, вообще вот Да.
Считается очень хорошо, если сотрудник у тебя вот в нашей, да, такой Да, сфере отработал год. да. У нас выше. LTV сотрудника, жизнь и путь сотрудника в компании выше. И у нас, более того, ну, есть тенденция и вообще есть возможности для этого все сотруднику расти внутри компании, как вертикально, так и зигзагом. Вертикально, то есть непосредственно там от штатного старшего флориста, Мгм. от старшего флориста там, не знаю, к креативному флористу и так далее, да. Вот. Зигзагом, то есть у нас вот вполне нормально уйти с логистики, прийти в отдел продаж, или, например, уйти с флористов, уйти в отдел продаж или в логистику, попробовать себя в чем-то новом. Я не препятствую команде принимать такие решения. Более того, я даже, наверное, поощряю. И вообще, Дана вот как раз, да, несмотря на то, что не было у человека никакого опыта в управлении, но я топлю за то, чтобы сотрудник рос внутри команды. Мне Мгм. кажется, в этом больше ценности, в этом больше всего и для команды, и для Мгм. результатов компании тоже. Вот. Ну вот я как раз помню историю, когда ты старшего шефа-флориста, забыла, как его зовут, и поставила на позицию закупщика, потому что лучше него с этим никто не справлялся. Да, Марат на закупке. Это тоже была одна из болей, как Дану снять со старшего флориста, управленца смены, и просто управленца мастерской, и как бы все, мы больше не будем видеть Даниных букетов. То же самое и здесь. Снять Марата с флористов и отдать закупку. Это было вдвойне, потому что как бы он очень крутой флорист, очень результативный, Мгм. именно как флорист. И в закупку, где он ничего не понимает. Это вдвойне был стресс, вот, и пришлось, как бы, ну, мы просто попали в такую, как бы, ситуацию, когда нам нужно было это все пересобирать заново. А он согласился. И да, он согласился, он вообще, Марат свободолюбивый, и его, кажется, даже обременяло график. Вот у флориста он же такой, и когда он там первую неделю поработал, он был вообще настолько заряжен, настолько счастливый в закупке, но мне было приятно смотреть, Ну, что сотрудник счастлив. Вот. И я обучила всему, что знаю сама в закупках, потому что я там проделала большой путь, вот, и считаю себя экспертом. Вот. И передала все знания, которые знала туда. Вот сейчас Марат знает больше, чем я, все нюансы. Вот. Но как это, свободолюбие и позволение большого как бы области свободы сотруднику, да, без твердых точек контроля приводит к разбалансировке. мгм. То есть рассинхрон с командой. И, к сожалению, это не только закупка, и это может быть в любом отделе происходить. И везде нужны вот эти точки контроля, везде нужны управленцы, вот эти вот Мгм. святые люди, я называю святые. Мгм. Где взять этих святых людей? Ну, Вот. холодильник у вас роскошный. Но мы стараемся его Это, поддерживать, да, конечно, для всегда вас. в ассортименте. Я просто, когда я пришла, и мне сказали: "Лена, бери, что хочешь". Ты заходишь, и там действительно, как это, мини-версия рижского рынка, с дополнительными экзотами. Да. Там просто невероятное количество фаленопсисов на выбор, пожалуйста. Хотите фаленопсисы, хотите вам георгины фермерские, хотите вам, не фермерские, хотите вам розы эквадорские щас приедут. Что вам еще? Марат, там что-то. И главное, я так понимаю, каждый день поставка, и Да, это вкусняшки, вот эти да. вкусняшки, от которых просто душа раскрывается, думаешь, божечки, еще как бы есть вот эта свобода, потому что сейчас все Мгм. больше все-таки салонов как бы оптимизируются. Здесь у вас в теме цветов все равно, вот я, Мы по не крайней мере, оптимизируемся. Нет. да, у У вас нас другая оптимизация концепция. в другом. И это очень круто, и это, конечно, как раз, опять же, вас показывает совершенно другими. И вот хотелось узнать, ну, немножко уходя от Мгм. коллектива, Мгм. все-таки бизнес-модель, которая была изначально, она Мгм. ушла. Вот на сегодняшний момент у вас есть градация, да, то есть все равно Мгм. оставили вы Да. вот эту часть просто дополнительной как бы оплаты услуги, Мгм. да, и себестоимость. Или как Они вообще? нет, они там полностью у нас все перестроилось. Ага.
когда, ну, вообще мир меняется, да, это не то, что Ну было 8 лет да, назад, почти мы это посчитали факт. недавно. Вот, ну и плюс вот это вот наивное какой-то такой старт, вот это с щенячьим восторгом, что мы придумали какую-то бизнес-концепцию, сейчас она там поплывет, и мы сейчас как вот... мы каждый раз вот сталкивались лбом, вот, а реальность, пока вот команда росла, бизнес рос, клиенты приходили, и мы понимали, что, блин, а мы что-то в какой-то момент остановились, что-то ничего не зарабатываем, Мгм. что-то тут налоги выросли, тут это, тут все, тут, короче, зарплатный фонд вырос. Мы такие, блин, что-то надо делать. И мы каждый раз трансформировались. И, конечно, на сегодняшний день, особенно вот с 2025 года мы вышли в НДС. Мгм. Вот, и это тоже очень сильно повлияло на экономическую, на юнит-экономику продукта, да, Мгм. на экономическую модель. Вообще все перестроили, подняли услугу сервиса, и тем не менее она до сих пор остается очень привлекательной и вкусной, да, для клиентов. Вот, подняли, заложили, там есть такой небольшой шляпку на цветок. Это вот там мы тут заложили списание, потому что вот оптимизация. Мы придерживаемся концепции, что оптимизировать, ну, то есть не давать ассортимента, это как бы, как бы правильно выразиться, да? Правильно сформулировать сейчас. Что это преимущество, большой ассортимент. Мгм. Вот. И мы просто перестроили юнит-экономику, заложили на цветок часть, усреднили цены по рынку, усилили услугу сервиса дополнительно, да, туда там налоги зашили, туда премии, зарплатный фонд. И все равно это остается, вся концепция строится на объеме. Мгм. На объеме равно искусстве делать закупки. На объеме равно искусстве продавать. На объеме равно искусстве создавать команду. Потому что мы работаем, у нас флористы стоят по 13 часов на ногах, и нужно очень любить свою команду, место, где ты работаешь, людей, которые рядом, для того, чтобы 13 часов без остановки, где у тебя куча раций, все что-то кричат, курьеры бегают, а тебе нужно создавать красивущие букеты для клиентов. И каждый клиент особенный, каждый клиент важен, и на 3000, на 300 тысяч рублей. Вот, и вот там очень много нюансов. И мы, да, мы перестроились, сейчас мы уже платим НДС, подняли цены. Сейчас вот у нас получается, у нас партнерка, то есть доставка — это как отдельный бизнес внутри нашего бизнеса. Вот. И мы вот в этом году, у нас бухгалтерия сдала такой небольшой, да, занавес, сдала отчет, и мы поняли, что мы по доставке убыточные. Мы минусим. Все месяца минусили. За год мы сдали минусовую, в общем-то, историю. И тут объявление, что теперь система налогообложения опять меняется. То есть в 2025 мы вышли в НДС, цветы вышли в НДС, и доставка вышла в НДС вот с этого года. И это плюс 5%, плюс налоги, значит, проценты на эквайринг НДС тоже, Тинькофф, мы через Тинькофф работаем, тоже поднялись. И, короче, везде, везде, везде. И мы сейчас пересмотрели доставку, и мы ее пересмотрели, скрипя зубами, смотрим и ввели эти новые тарифы, и смотрим, что дай бог нам в ноль в доставке. Потому что доставка, несмотря на то, что это как бы отдельный кластер работы, Мгм. достаточно большой, потому что это непосредственно доставка нашего продукта до конечного потребителя. И это, ну, большая работа и должна приносить какие-то деньги. Вот, но мы Это просто как столкнулись с сопутка реальностью, такая а она просто получается, как обслуживающая как часть компания, сервиса. как часть сервиса, да. И я тогда вот я вот недавно задумалась, такая думаю, блин, надо изучать, короче, бизнес по логистике, как они там деньги зарабатывают, потому что я не понимаю. Я никогда в это не вдавалась. То есть, ну, доставка есть и есть, вот мы как бы доставку делаем. Но когда мне бухгалтер прислала эти цифры грустные, она говорит, Тань, ну это как бы, что такое вообще? Я такая, ну, как бы да. Вот, и я сейчас вот заморочилась над логистикой, обсудила это с Сашей, потому что логистикой, вообще доставкой, и эта компания его. Вот, и такая думаю, блин, да, надо что-то это, я говорю, надо что-то делать, выдавать там
придумайте что-то. Вот, ну, в общем, что-то буду делать. Ну, это, я надеюсь, вы сможете как-то провернуть. Да, мы это 100%. Я Мы чё, 100% уверена, что вы проходили не найдете. такое, и это пройдем, да. Я хочу сказать, что у вас, конечно, супер контент. Вы сегодня Спасибо. очень сильно выделяетесь своим особенным вайбом. У вас очень классно подсвечена команда, потому что девчонки, они, конечно, супер креативные, и я так понимаю, что ты подкидываешь тоже идейки, как что можно сделать. Я в восторге. Каждый раз Спасибо. вы какие-то дополнительные там через ИИ идейки вкручиваете, показываете, как там то букет на запчасти распадается, Да-да. то вы там Салат. кого-то красите в синий цвет, значит, то у вас там ты там прокручиваешь какие-то Мгм. штучки, в общем, картинки. В общем, у вас такая очень живая, современная подача контента. Это тоже очень классно. Хочу просто сказать вам большое спасибо. Потому что вот я с кем встречаюсь, тоже очень часто отмечают именно то, каким образом вы выделяетесь нестандартно. И Мгм. я вот помню наш с тобой разговор, когда ты сказала, что очень хочешь показывать команду, что это очень важно, чтобы люди знали, кто стоит за, как бы, за вот этой картинкой, потому что вообще в целом вы как сериал действительно показываете вот эти процессы внутренние, и можно и в холодильник с вами зайти, посмотреть, как он выглядит Мгм. и как собирается. И очень классная, конечно, подача, свет, качество вот картинки просто шикарно. Ну и, конечно, красивые девчонки Да, просто это правда. невероятно. Я просто каждый раз смотрю, думаю, а да что ж за красотки? Вот, это супер круто, так что вам большое-большое спасибо за то, что ты это делаешь, и команда поддерживает, и самореализуется, потому что очень много явно каких-то своих идей там. Я им даю полную свободу, ну, в контенте точно. Да и вообще, наверное, никогда не ограничиваю. То есть я сначала лучше разрешу, посмотрю, что из этого получится, а потом, если нужно, мы сделаем а, какие-то поправки, ну и дальше поедем. Мгм. Вот. Насчет красоток. Красотки действительно, я не знаю, как так сложилось, но у нас даже клиенты пишут, мужчины особенно отмечают, говорят, у вас там что, агентство какое-то? Вы, говорит, на собеседование по какому-то кастингу проводите? Почему, как так случилось, что у вас такие девчонки? Нашим девчонкам отправляют букеты, Уже пишут девчонкам, комплименты. как Дайте приятно. номерок этой, дайте номерок той. Я Ой-ой. влюбился. Что мне теперь делать? Так что у нас теперь отдел продаж еще вот работает вот с такими. С сводничеством. Да, да. Вот такой вот, да, вот, ну, не очевидно, но факт, девчонки реально красивые, молодые все, заряженные. Эта энергетика, она как бы вот, да, наверное, тоже подкупает, считывается, можно влюбиться. Я Это их точно. полностью понимаю. И я. Вот. И я хочу сказать, что у вас очень живая там обстановка. Видно, что вы как бы как коллектив очень сплоченный, потому что я сколько вот наблюдаю сейчас, Мгм. есть, ну, понятно, что у тебя там система поощрений, KPI и всякие разные вот эти внутренние классные какие-то идеи, которые ты разрабатываешь. Вот, опять же, Мгм. новое поощрение флористов, мотивация. Как-то у тебя там куча Да, идей, и вот ты мне скинула как раз на разработку вот идею мгм. с поощрением, с жетончиками. Еще с саморефлексией Э, там есть А еще такая. и сейчас мы чуть-чуть это затронем, потому что Мгм. хочется, честно говоря, опять же, вам, зрителям и слушателям, понять, что, оказывается, может, ну, по-другому. Ну, это может быть я такая деревня, реально. Я просто многого не знаю, и для меня все это очень такое имеет большое как бы удивление, вдохновение. Вот. И я хочу сказать, что у вас вот эта внутренняя корпоративная этика, когда вы вместе празднуете, когда ты вот в этом году стала фермером, Да, вместе с точно. Сашей. Это такой Блин. пласт тоже Мгм. какой-то другой совершенно части, который тоже, вот я хочу сказать, что это круто, что ты можешь обеспечивать свою компанию фермерскими цветами. Это, конечно, только показывает, что вы трудоголики конченые, просто я не знаю, как это еще по-другому Я тоже так назвать. думаю. Вот, и ну, в хорошем смысле слова, любя, потому что я общаюсь с фермерами, просто понимаю, что это нужно действительно полностью себя отдать фермерству, и ты, я так понимаю, этому отдавалась как раз вот последние полгода, с мая месяца просто максимально погрузились в землю, Мгм. и это очень круто, что сама студия может себя какую-то часть продукции обеспечить. Ну и мне кажется, ты получаешь сама, кайфуешь от того, что ты новый опыт какой-то получаешь, постоянно учишься, как бы и не только умственно, но и
физически, вот тоже интересный такой момент. И вот я удивилась, когда, ну не удивилась, а порадовалась, что вы сняли пазик специально такой, типа а-ля Ретро. ретро, ну вот ретро-пазик. И знаете, как в детстве показывали, в деревне катается такой, буханочка такая. Ну не буханка, Ну да, ну пазик, похоже на ну буханку. да. Короче, всех собрали, значит, коллектив, весь коллектив был в а-ля рус стиле, и, значит, поехали к вам туда на Да, мы на ферму. ферму. Вы там сколотили столы, лавки Да. и сделали вот такую А у нас выезд. был 6-метровый костер, огромный. Вот, мы так за него переживали, но благо у нас есть территория, как бы место, да, мы посреди поля его зажгли. Мне кажется, мы осветили всю деревню там. Было немножечко волнительно, потому что там эти искры, Мгм. но была роса, уже ночью мы его жгли, была роса, трава мокрая, и только это вот, наверное, нас как-то вот этот обезопасило. Мы причем приняли все меры предосторожности, откопали там большой такой, как ров, Мгм. обложили это все камнями, то есть, ну, это еще было все очень красиво. Насчет корпоративной культуры для меня это вообще мега важно. Ну, опять же, да, мой пунктик по командообразованию, это для меня очень мега важно. Это корпоратив, как я говорю, ребята, корпоратив, это не просто мы выпили, нашампусились, а мы поработали. То есть корпоратив– это обязательная часть, это работа. И вот и я в этом пункте я очень строга и непреклонна. И когда мы даже нанимаем, когда получается сотрудник приходит, новый сотрудник приходит в команду, мы об этом обязательно говорим. То есть не прийти на корпоратив, на какой-то командообразующий там, или на тренинг, например, который оплачивает компания, либо не прийти на созвон к тренеру, да, то есть тоже такое как бы командное событие, то это как бы мы тогда не подходим друг к другу. Вот. И мы всегда вот на этом как бы концентрируемся. И, ну, а дальше, конечно, наш корпоратив это что-то чудесное, Да, потому я что в хочу стать вашей создании командой частью. приходи, мы Я будем каждый раз очень смотрю, рады. думаю, батюшки, вот бы я тоже хотела бы Да. Я Ну просто на все. корпоративах редко бываю, знаешь, меня так особо не зовут, вот так Блин, вот ну если бы я знал, что у тебя есть такая у потребность, я меня бы тебя есть обязательно потребность, позвала. Я возьмите тебя в меня следующий в следующий позову. раз. Вот, поэтому корпоратив у нас очень, да, действительно веселые, очень большие, красивые, вовлеченные там со всякими идеями, потому что у нас вот как раз Да, у девчонки, вас же там которые за программы. контент отвечают, они строят программу, там награждение. А вы А, награждаете еще? Да, у нас, конечно, у нас есть премии года, у нас есть флорист года, у нас есть сотрудник года, у нас есть премии квартальные, есть мастер-флорист, квартальные премии «Серебряный бутон», «Золотой букет». Это Вот. геймификацию вы, Это да? геймификация, вот то, Ага. что сейчас, а флорист года и сотрудник года– Мгм. это голосование всей команды. По флористу года голосует вся флористическая команда. Там Анонимно? есть... Анонимно? Да, голосуют анонимно. Можно, конечно, оставить свое имя, если у вас есть такое желание. Там есть чек-лист, по которому голосуют. Вот. После голосования мы подсчитываем голоса, мы видим, кто сотрудник, да, вот флорист года. И вот как раз на этом корпоративе в 2025 вот, в деревне, Мгм. вот, флористом года была Мария, наш штатный флорист. Вот, мы ее нежно называем танк М. в нашей команде, потому что это самый такой результативный флорист. И более того, она очень креативная. И вот, короче, ее отметили. Я с командой солидарна, потому что я не участвую в голосах. Я не участвую, чтобы не было какого-то перекоса. Команда голосует самостоятельно и выбирают самостоятельно флориста года. Вот. Флорист года, там, что у нас, 13-я зарплата. Вот, награждения, там всякие почести. Вот Марию мы катали вокруг этого костра, катали на такой столетней повозке. Ребята, мужчины, значит, ей такую корону надели, кокошник такой мы заказывали специально, кокошник расшитый бисером, там, камнями. В общем, я такая, блин, я тоже хочу быть флористом года. Вот, ну, в общем, было очень классно. И все это придумывают команда, все эти награждения, как будет проходить, что, где, чего будет, кто, какую корону мы закажем, нужна нам корона, не нужна нам корона. То есть этим всем деталям уделяется очень много времени, и в этом столько ценности, вот именно командной.
И вот так и складывается, собственно, вот эта Я атмосфера Я просто внутренняя. помню, мы заканчивали подкаст прошлый как раз, и ты Мгм. говорила, что как следующий этап развития это создание креативного, значит, отдела. Мгм. А я понимаю, что у тебя нету отдельно креативного отдела. У тебя по факту есть вот эта свобода действия для каждого флориста, и есть поле для как бы вообще для мышления, для Мгм. поиска. И что круто, что ты его, как бы этот креатив поддерживаешь очень. И получается, что есть возможность флористу делать свои заказы, их очень много, но при этом освобождение вот этой вот как бы творческой энергии происходит за счет того, что они могут на свободку делать букеты Мгм. такие, которые они хотят, Да, или там композиции. я Это не было ограничиваю. и это было очень круто. То есть, и видеть, девчонок в действии на обучении также креативными. Я смотрела и понимала, что у каждого есть какая-то своя сильная сторона, и каждый проявлялись по-разному. И потом я видела уже, как в работах это тоже, кстати, считывалось, какие-то, знаешь, стилистические Мгм. такие решения. Вот. И, я понимаю, что это ваша действительно очень сильная сторона, когда вы можете от самых воздушных, легких букетов сделать, каких-то достаточно простых по составу до сложно сочиненных, с характером, с каким-то явным идейным умыслом. И причем вот эти всякие стилизованные, когда вы берете образ и реализуете его Мгм. в букете, или у вас битва флористов. Мгм. То есть если вы не подписаны на ребят, просто понаблюдайте, потому что они постоянно генерят какие-то интересные взаимодействия между собой. И это интересно, потому что, во-первых, это отличается, а во-вторых, это просто дает тебе возможность, опять же, расширить свое понимание, как можно строить и команду внутри, и бизнес в целом, и еще, конечно же, лицо, да, то есть ты видишь, как студия проявляется вообще иначе. Я хочу сказать, что ты прекрасный руководитель, ты Спасибо. проходишь огромный путь и прошла. Мы уже подходим к финалу, потому что мы пишемся больше 2 часов. О да, Да, время вот. пролетело. Мы смогли подсветить, что ты уже действительно перешла в какую-то такую еще расширенную версию себя. И мало того, что хочешь, конечно же, изучить логистику и как же они там зарабатывают на логистике. Да, Вот, этого мне еще не хватало, да. но я вижу, как вы ушли в фермерство, как Саша тоже включился в фермерство, и как вообще это тоже часть становится, ну, такой как бы значимой к земле, мне кажется, это тоже такой Мгм. важный путь. Вот скажи, как ты себя сегодня ощущаешь, какой ты сегодня вот в разрезе времени хотя бы этих 3 лет, какая ты сейчас, что ты хочешь, что ты какие-то, возможно, подвела итоги или планы построила, кроме Ну, обучения логистике. не, ну это все промежуточные вещи, которые мне постоянно приходят в голову. Их очень много, всяких идей, что нужно делать. Вот. Но если говорить обо мне, если как о руководителе или как о человеке, Как о это человеке руководителе. Мне кажется, все равно работа у тебя, человеке-руководитель. видишь, слишком большую часть жизни твоей забирает, Да, поэтому я думаю, что это тоже затронется. я бы так назвала. Я вот очень классный тренинг как раз в конце года Мгм, я посетила. помню. Да, и если вот брать вот как раз это состояние после тренинга, в котором я сейчас прям нахожусь, это такое успокоение. Я успокоилась. Вот, потому что у меня вот до этого меня очень телепало сильно. Вот, и почему? Потому что вот в декабре, 24 декабря прошел наш последний корпоратив вот в 25 году в честь Нового года. И я когда зашла, я когда увидела количество людей. Сколько, 36 вы писали? Или Ну сколько? да, там же у нас еще есть ребята, которые на фрилансе с нами работают, там кто-то из курьеров пришел, да, там, который постоянно. И я просто на это смотрю, и с одной стороны это большая радость, с другой стороны именно я поняла, почему меня так все ведь там колошматило весь год, потому что чем больше людей, тем больше ответственности, вот это вот. И я как человек, на самом деле, я очень тревожная, я очень контролирующая, мне трудно отпускать контроль. Мне кажется, если я сейчас вот, там не проверю, А несмотря. Сталин ушел? Нет, Сталин на месте. Сталин с тобой. Сталин со мной, да. И, вот если как человек, то я вот очень тревожная. Но несмотря на то, что есть Сталин, я ценю команду, даю много свободы. Это действительно так. Где-то я понимаю, что со свободой много, надо чуть-чуть притушить. И это такой органический вообще процесс. Плюс еще ферма добавился Дубай. Мы открыли филиал в Дубае, с Мгм. партнером, с Юрой.
Юра, Да, привет. слушай, эта часть, господи, нам что, 5 часов надо, чтобы все это обсудить? Нам как-то нужно, люди, ставьте, это, правда, мы в конце сказали, может, надо вставить в начале, ставьте на x5, x1, полтора, чтобы послушать. Мне кажется, сейчас все смотрят на X1,5, ну, Ну да, ну и примерно. все тогда. Вот, в общем-то, и вот это все, и ферма, и Дубай, и Москва, и рост, ну, как бы в Москве, и плюс все нововведения, которые я за этот год туда запихнула. Мне кажется, впихнуть невпихуемое — это вот про меня. И если как смотреть как на человека, то я, конечно, очень тревожная, беспокойная, я всегда сомневающаяся, да, я сомневаюсь, да, и мне кажется, что я полная что я ничего не умею, вот, но при этом я умею находить места, где мне нужно успокоиться. И вот этот тренинг, который был в конце декабря, я после него вышла, я успокоилась с большим уровнем благодарности к своей команде, к людям, которые рядом со мной работают, к себе, к результатам, которые я смогла достичь, своей семье, за опору, за поддержку, да, потому что это очень большой труд, да, жить со мной. Вот, в общем, партнеру Юре за то, что он там проходит тот путь, который я проходила в Москве 8 лет назад. Он сейчас это все делает сам, вот прям в прямом смысле. Он как это, и чтец, и жнец, и на дуде, и грец. И мы только начинаем собирать там команду. И вот Мгм. он в самом начале пути. Я очень горжусь, Юр, тем, что ты делаешь. Это прям вау. Вот. И здесь команде тоже большие благодарности. Это Дани, да, она моим тылом была, пока я фермой занималась все лето. Вот. В общем-то, вот, вот так вот год закончился, и сейчас вот я спокойна. Я спокойна, с планами, но я успокоилась. Ну, мне кажется, ты суперсильный человек. И я хочу сказать, что если вы думаете, как Аня отдыхает, она лезет на Эверест, например, или в Непал. Ну, понимаете, да? То есть, отдыхай, На Лен, пойдешь в Килиманджаро. Килиманджаро? Да, она такая, Килиманджаро пойдешь? Я такая, можно нет. Вот. Но я понимаю, что это только, знаешь, вот какие-то суперсильные личности, которые такие, типа, вгрызаются и идут до победного. Я желаю тебе, конечно же, больше вот этого спокойствия. Вот, понятно, это зачастую временное какое-то все равно состояние, это волнообразное, я бы так сказала. У каждого руководителя все равно есть вот эти провальные части, время, Мгм. когда мы теряем спокойствие. Хочется, чтобы спокойствия в твоей жизни было больше, но при этом, знаешь, я в какой-то момент, буквально пару недель назад, услышала, наоборот, другое пожелание, чтобы трудностей в жизни было больше в какой-то степени, потому что тогда мы лучше узнаем себя, узнаем, насколько мы сильные, узнаем, насколько мы многогранные. Вот, поэтому хочется, чтобы скорее не трудностей, а каких-то событий было разнообразных много, чтобы ты в них раскрывалась еще больше, вот, чтобы было больше, конечно же, времени на семью. Ну и, не знаю, я уверена, что мы за тобой просто можем следить, и ты нас будешь каждый раз удивлять, вот, новым каким-то твоим желанием открыть какую-то новую дверь, заглянуть, дойти, докопаться до конца, применить это в действии. В общем, спасибо тебе огромное за интервью, за рассказ, за твой путь. Он очень вдохновляет меня. Точно хочется от тебя, конечно же, ну, как по традиции, чтобы напутствующие слова от тебя. Вот все-таки мы начинаем год, так что говорят, времена год будет нелегкий. Вот. Так что мне Я, кажется, вот когда мы ну, можем я друг бы друга так вот, поддержать, я бы вот как сказала, год нелегкий, а когда было легко. легко. И правда. Вот, а когда было легко, мне До кажется, пандемии, говорят. до пандемии, Какое-то золотое время было, типа 2019 какой-то да, 18. ну Ну, вот. ты тогда только рожала, бегала на Да, Ригу, поэтому у тебя был я другой могу период. поделиться своим опытом, вот, и если вот посмотреть назад, да, на эти 2 часа, которые мы с тобой здесь просидели, я тоже так себе почекапила там такая, и просто делайте. Вот, кризисы, там, НДС, сложный год, еще что-то, надо просто Работать. делать, да. Отдыхать тоже нужно, вот, но нужно делать, потому что когда мы впадаем в анализ,
мы находим вот эти вот точки, где мы останавливаемся. Мгм. И, вот. Поэтому я не планирую останавливаться, и вы не останавливаетесь. Я тоже подумала, что для меня очень важно действие. Ну, то есть, вот ты правильно говоришь, даже скорее не работать, а делать. Потому что в это действие можно совершенно укладывать разные смыслы, разные, как бы, начинка может быть разная. Ты можешь заниматься головой, телом, параллельно заниматься своей основной работой. То есть это очень большая, как бы, спектральность. И по факту главное не прокрастинировать, главное не лечь в сериальчиках сильно долго не закапываться, а действительно находить какие-то пути для горения, потому что когда мы горим, у нас есть силы отдавать, и это вот очень правильный такой процесс, когда мы горим, мы заряжаем всех, начинаем людей других поддерживать, вот, а это очень важно и очень искорками, конечно, это очень забирается, люди это чувствуют, и они начинают вас зеркалить, так что мне кажется, это очень важно. Это круговорот такого действия, горения в природе, так что давайте гореть вместе, но не сгорать. Будем как искорки вот такими светящимися. Вот, светлячками будем. Да. Я за. Ну что, друзья, мы сейчас подошли к финальной части нашего подкаста. Мы еще с Аней решили поболтать на более узкие темы, и мы эти вопросики обкашляем уже внутри нашего закрытого канала, так что обязательно подписывайтесь, если вы не подписаны. Это очень важная часть нашей деятельности, потому что этот закрытый канал позволяет нам не только интересные темы туда уводить и классные встречи организовывать, и внутри канала происходит другое взаимодействие немножко, мы делаем отдельные экспертные выпуски. Вот, конечно же, главное это то, что нам позволяет сохранять бесплатные выпуски, поэтому ваша поддержка нам очень нужна. А канал называется «Тыкать уже не модно плюс». Вот, вы можете подписаться на него в нашем телеграме, «Тыкать уже не модно», там все, короче, все везде будет. Саша плашечку поставит. Вот, уже поставил. Ну и, соответственно, что хочется сказать, что руки флориста всегда заняты. Мы сейчас выставляемся на всех платформах, так что смотрите нас, слушайте нас. И мы и на Дзене, и на Ютубе, и на Рутюбе, и в ВК. В общем, мы везде. И, конечно же, нас можно слушать в аудиоверсии. Вот. И еще хочется сказать, что мы всегда радуемся, когда вы присылаете нам свои комментарии. Поэтому, пожалуйста, обязательно напишите и Ане, и нам с Сашей, и Сашей, которая тоже делится фотографиями. Вы обязательно еще и фоточки увидите. В общем, это очень такая большая работа, поэтому хочется, чтобы вы тоже проявились и дали нам обратную связь. Вот, ну, спасибо большое вам за внимание. Мы встретимся в следующем выпуске. Пока-пока.